Так, друзья, всем привет. Листал, значит, пересматривал видосы, которые записывал раньше на канале Дневник утра, и вот попался мне видос 10 уроков, которые я вынес за 2 года трезвости, и который я снял еще 3 года назад. То есть, ну да, получается, вот уже более как 5 лет. Уже более как 5 лет, вот в этом году уже будет 6 лет моей трезвости, моей новой абсолютной жизни. И, как ты понимаешь, это прошло с тех пор, ну, более уже 3 лет, скоро как 4 года будет. Прям ого. Вот, и поэтому я хочу сейчас, значит, вместе с тобой поднять эти вопросы, которые я тогда обсуждал. Я оставлю ссылку на это видео в описании и в комментарии закреплю для того, чтобы ты мог, если тебе будет интересно, сравнить, как это было. То есть 2 года, скажем, 3 года тому назад, это было 2 года для моей трезвости, и сейчас, вот уже 5 лет, да, в общей сложности. И пойдем потихонечку. Вот первый это урок, это зарабатывать и накапливать деньги несложно, когда ты трезвый. Кстати, вот ты посмотришь этот видос и тот видос, и я специально его прям не пересматривал, чисто тезисно вот посмотрел, значит, вопросы, а ты уже будет тебе интересно, сравни, поменялось ли что-то с тех пор, потому что, ну, я вообще в упор не помню, что там реально происходило, по ответам я имею в виду. И сейчас я буду прям говорить, ну, как будто бы мне задает вопрос вот тот Илюша, который 3 года тому назад, у которого 2 года трезвости. А сейчас у меня уже 5 плюс лет. Интересненько. Ну, давай-ка. Значит, зарабатывать и накапливать деньги несложно, когда ты трезвый. Ну, вообще-то, абсолютно с этим точно согласен, потому что я уже на сегодняшний день, знаешь, выбрал для себя такое понятие, как черные дыры. Вот, так как я уже больше начал, даже не больше интересоваться, а вообще в рынок инвестиций пошел, стал уже инвестором. То есть это, знаешь, если тогда я еще, скорее всего, наверное, просто накапливал деньги, и, наверное, у меня тогда еще капитала вроде не было, вроде так вспомнить не было, то сейчас у меня уже есть и капитал, и я, кстати, начал вести уже YouTube-канал новый, который называется «Дневник активов». Поэтому перейди, в описании есть, зайди туда и начни тоже уже развиваться в инвестициях. Я потихоньку транслирую свою идею, свою мысль, так же, как и начал ее транслировать относительно вредных привычек на канале Дневник утра. Ну вот, да, представляешь? То есть уже на сегодняшний день, я вот, как, наверное, меньше месяца прошло, как открыл этот YouTube-канал, то есть если я тогда просто о финансах понимал, что нужно накапливать, там, инвестировать и, в общем, как-то в эту сторону хотя бы смотреть, то сейчас я уже непосредственно сделал канал, потому что для канала я ставил себе цель. Я ставил такую цель, что как только я достигну, значит, определенных финансовых целей, определенных цифр, как только я достигну, то в таком случае я уже открою YouTube-канал и начну на нем рассказывать и делиться. То есть для меня было важно, что я не хочу там рассказывать о финансах, не понимая в этом ничего, там с книжек и так далее, а для меня было важно, что я уже буду рассказывать о своем опыте. Даже не потому, что там что-то, а просто потому, что мне так проще. Когда, знаешь, ты не придумываешь что-то с неба, рассказываешь, да, а в следующем видосе ты рассказываешь что-то по-другому. А когда ты, ну, непосредственно на своем опыте уже рассказываешь. Так вот, я благодаря тому, что убрал от себя вредные привычки, пришел к тому, что у меня появились такие излишки финансов, что я в конечном итоге понял, что их не просто нужно откладывать, хотя откладывать тоже надо уметь, а еще помимо всего прочего я еще и начал инвестировать там в акции, в облигации, в рынок земли, в криптовалюты, в недвижимость. И я бы даже сказал бы так, что не то, что сложно, когда ты в употреблении находишься, накапливать, за себя скажу, это нереально. Потому что все излишки, которые денежные появляются, они сразу же находятся в каких-то там кафешках, барах, тусовках. Тем более я такой был любитель заплатить за всех
потому что так было мне комфортнее, наверное, не знаю почему. Потому что денег не было ни у кого вокруг меня, те, которые также хотели тусить, как и я. Вот. А определил для себя вот это понятие, как черные дыры. Черные дыры — это имеется в виду наркотики, там, лудомания, в смысле игромания, в смысле азартные игры, там ставки всякие и тому подобное. Всякие там те же сигареты, вейпы, там дудки, вот эти всякие штуки. Все вот это является черными дырами. Знакомые, там окружение, которое вечно у тебя занимает деньги и не отдает эти деньги. Вот это все черные дыры. Это то, что у тебя ворует средства твои. Это то, что не дает тебе никогда накопить средства. Вот я постоянно, знаешь, при том, что я занимался где-то с 18 лет, я был уже полностью вступил на путь предпринимательства, то есть работая сам на себя, у меня были деньги для всего. Для зарплаты, для там офиса снять, для еще чего-то. Но у меня денег в кармане никогда не было. Я себе никогда это не оставлял. Вот такая была установка, что деньги для тебя — это плохо. Для меня, в смысле. Вот это была прям убийственная такая установка. Знаешь почему? Потому что все-таки вот эта вот энергия, которая требовала к себе внимания, чтобы я деньги направлял на себя, она все-таки прорывалась. И прорывалась она на каких-то пятницах, тусовочках, знаешь, ну, то есть появлялись вот эти вот какие-то вечера, где ты якобы ничего на себя не тратишь, а потом такой вечерок наступает, когда ты спускаешь, ну, просто тратишь деньги там на каком-то баре, там, какие-то там кафе, еще на себя, ну, там, скажем, не знаю, на 4000% больше, чем вообще планировал на себя потратить. Ты планировал 0, а тратишь 4000 гривен, скажем, представляешь? Ну, вот такая ситуация. И эта энергия находилась, она прорывалась, и туда, как черные дыры, туда уходили эти средства, эти деньги, и... В общем, тогда вообще не шла речь о накоплении каких-то денег, потому что все излишки денег, они сразу пылесосились в тусовки всякие. А вот когда уже убрал от себя вредные привычки, видишь, даже вот 2 года назад, 3 года, вернее, назад, если я уже задавался таким вопросом, это означало, что у меня уже накопления какие-то появились. И значит, что я уже пришел к тому, что накапливать деньги стало легко, потому что они появились. Ну, сложно накапливать те деньги, которых у тебя нет, логично. Вот. А если вообще вот сейчас перепрыгнуть на сегодняшний день, спустя вот 5 лет, то я вообще не понимаю, как люди, которые находятся в употреблении, умудряются зарабатывать деньги и накапливать, и откладывать. Ну, это не значит, что таких людей не существует. Это в смысле, что я не понимаю. Потому что я понимаю, как это работает, как этот механизм работает, когда происходит слив всего, да, как говорят, алкоголь, наркотики, сигареты, как растворитель, да, он растворяет все, окружение, активы, семью и тому подобное, потому что ты находишь такую точку, в которой ты где-то в моменте получаешь какое-то удовольствие, а потом пытаешься догнать это удовольствие, но для того, чтобы догнать то удовольствие, вот такое вот удовольствие, да, тебе требуется в десятки раз больше ресурсов и использовать для того, чтобы получить вот то, на что ты рассчитываешь. И я вот вспоминаю, что у меня средства начали появляться тогда, когда, значит, даже не купить пачку сигарет в день, ну, тогда уже, по-моему, стоило гривен 50 пачка сигарет, и это дорого. Представляешь, 50 гривен. Просто каждый день так фух. А если еще и выпивка, да, наверное, гривен тогда, я вот вспоминаю, моменты были, когда вечер вот просто провести с пивом и какой-то закуской, 300, 400, 500, это просто так. Вот просто вот так, типа, это точно будет. А если это дома, там, пойти накупить всяких там сухариков, чипсов там и тому подобное. А если еще какую-то доставку домой заказать,
то там и по 1000, а если еще и в каком-то заведении, то и 1500, и 2000. И оно кажется вроде бы, ой, да что там 1500-2000 или 1000, да? А на самом деле из этого формируется, реально можно сформировать капитал. Просто вот так откладывая, скажем, по 1000 еженедельно. По 1000, так в месяц 4000, а в год это получается где-то под 50 тысяч уже. Под 50 тысяч это 1000 с чем-то долларов. Люди, кстати, на сегодняшний день, люди, кстати, почему не инвестируют? Не потому, что у них денег нет, а потому что они не знают, как инвестировать. Не понимают, не умеют. Вот, кстати, на дневнике активов я записал видео, не знаю, что какое видео это или то выйдет первее, относительно как раз этого. Этой темы, что люди не инвестируют, потому что не умеют, не знают. И первое, что говорят, что у меня денег нет для инвестиций. Вот. Вот так. То есть по накоплениям и деньгам эта база вообще у меня пришла как раз благодаря тому, что я убрал, даже не то, что алкоголь убрал, даже не то, что сигареты, а убрал просто источники слива денег. А подождите, еще знаете, ребята, друзья, девочки, девушки, ситуация какая? Ты помимо того, что просто сливаешь деньги, так ты же энергию сливаешь. То есть это означает, что если ты в пятницу потусил, да в любой день недели потусил, это следующего дня нету. А потом и потом еще одного дня, возможно, даже нету. Вот, то есть один день такой тусовочки, получается, выбивает тебя из жизни, если ты дальше просто не продолжишь. А так-то кто там восстанавливается на самом деле, да, дальше что только начинается. Все самое интересное. Вот. То получается, что выбивается вообще ты в неделю 1-2 дня максимум продуктивен в лучшем случае, если есть такие дни. И вот эти дни, пока еще ты там совсем не на дне, то эти дни, получается, тебя и держат на плаву более не менее. А когда эти дни пропадают с твоей жизни, дни вот эти вот продуктивные, когда ты выходишь и такой, так, ага, неделька прошла, а теперь давай посмотрим, какие вообще чудеса я натворил и как из этого мы будем выходить. И когда вот этот день уходит из жизни, когда ты наводишь все, приводишь дела в порядок, то вот там и начинаются проблемы. То есть, прикинь, у тебя была неделя, было 7 дней, в которой один день ты как бы защищал все вот эти вот бока свои, а потом этот день уходит, и потом получается у тебя раз в 2 недели уже формируется какой-то денек, когда ты вот так думаешь, так, стоп, надо что-нибудь с этим всем делать, выходишь и наводишь порядок. А потом в какой-то момент просто, скажем так, пропустилась 1, 2, 3 неделька, и ты попадаешь в ситуацию, когда этот день становится просто невыносимый, когда ты в него попадаешь, и получается так, что в этот день тебя просто прибивает. Представляешь, ты просто 3 недели там каких-то делов творил, наступает день, когда нужно разобраться с этим всем, и ты не разбираешься, потому что груз этих проблем тебя убивает, прибивает, и единственный выход, который находится, это пойти там напиться, накуриться, в общем, поймать вот этот 20-минутный, я не знаю, сколько там, не помню, времени длится вот этот момент забытия, да, когда ты забываешься, вообще не подумаешь ни о чем, идешь там, засыпаешь, и на следующий день просыпаешься, и опять тебя груз проблем этих прибивает. Ничего нового, да? Это же такое, все через это проходят. Все через это проходят, и просто в какой-то момент человек вырубает всю эту систему, когда он начинает попадать в ситуацию, где он может как-то это все распетлять, все эти проблемки, все эти вопросы. И он попадает в ситуацию, когда все, он просто делает все возможное, чтобы никогда этого дня не было. Когда у тебя просто эти все проблемы поймают твое сознание, и ты поймешь, в каком ты состоянии, какое состояние дел, в каком режиме ты вообще находишься. Вот. Но вернемся к нашим деньгам, потому что это все взаимосвязано напрямую.
вернемся к нашим деньгам, безусловно, стало возможным накапливать. Я даже не скажу, что легче стало накапливать. В моем случае стало возможным просто что-то накопить, когда ты убрал от себя вредные привычки эти все. Я, вот, если смотреть, 5 лет, да, провести, я ради этого убирал от себя это все, возвращал трезвость себе для того, чтобы что-то у меня в финансовом плане наладилось. Знаешь, еще есть момент, вот, интересно расскажу. То, что когда ты в употреблении находишься, ты становишься нечувствительным к какой-то дичи вокруг себя. Вот есть у тебя человек, который дичь какую-то творит в твоей жизни. И даже ты возьмем в каком-то на работе, скажем, у тебя есть клиент, с которым, ну, не надо тебе работать. Он тебе приносит убытки, много времени, денег ты на него тратишь, а денег как таковых нету от него. Либо какой-то друг, в общем, какой-то источник, который не требует вообще твоего внимания. Вернее, наоборот, нужно сделать так, чтобы он не воровал твое внимание. Вот когда ты находишься в употреблении, у тебя просто тупо нету времени для того, чтобы это осознать. То есть, представляешь, ты вчера потусил, вы вчера потусили, вы вчера хорошенько там пили, курили и тому подобное, и потом наступает момент, вы просыпаетесь на следующий день, сразу от того, что вас закидывают в какую-то ситуацию, ну, грубо говоря, вы проспали работу, и вам сразу говорят, так, мол, типа, проспали работу, быстро в такси прыгайте, там, едьте как-то, ну, в общем, быстро добирайтесь, приезжайте, вы приезжаете на работу, там клиент ждет вас. Если бы вы были в нормальном состоянии, в нормальном режиме, вы бы вот так осознали, сказали, извините меня, но, к сожалению, у нас нету других вариантов, которые можем вам предложить. Вы либо можете на эти согласиться, либо сами там принимаете решение, и там клиент поймет, что его побрили. И он перестанет с вами работать, и вы больше не будете тратить на него время никогда. Но в ситуации, когда вы приезжаете вот такой запыханный, да, вы приехали на работу, проспали, чувство вины гложет, и вам попадается этот же клиент, за счет от этой вины вы не можете, у вас нет просто сил для того, чтобы поставить этого клиента на место, и вы продолжаете дальше с ним работать. Понимаете, о чем я говорю? И такое, вот просто я сейчас почему из-за клиента, потому что это непосредственно касается денег. И вот так во всем начинается. То есть вы за счет того, что постоянно чувствуете вину, что вы где-то неправы, вы как-то не так поступили и все и тому подобное, то это перекладывается на все полностью. И у вас просто нету сил внутренних для того, чтобы убрать какой-то ненужный вам, вообще, может, вам работа эта не нужна, реально не нужна работа, а вы просто попали в режим, когда, представляешь, для меня это на самом деле, знаешь, как бы я сказал, шок, реально шок, когда я просто вот так вот анализирую, я понимаю, что в моей жизни бывали ситуации, в которых я находился годами, которые нужно было пресечь на самом корню. Представляешь? Годами. А потому что я не понимал. Я вот находился там в режиме какой-то вины, потому что я там вчера тусил или там еще что-то. У меня просто не было внутренней энергии для того, чтобы сказать, да вы что, извините меня, до свидания, давайте попрощаемся сразу и навсегда. А так как сил внутренних этого не было тогда сделать, то оттуда во мне приходили проблемы. У меня были невыгодные условия. Для той стороны были выгодные условия, потому что та сторона и формировала всю эту ситуацию. А когда ты убираешь от себя вредные привычки, то, получается, ты уже мыслишь по-другому. Ты уже мыслишь с точки зрения того, что выгодно тебе, что не нарушают твои там личные границы, личное пространство, и потому что ты же адекватный. Ты понимаешь, тебе это не нравится. Если тебе это не нравится, значит, это нужно поменять. Ты берешь это и меняешь. Потому что... А как по-другому? Ну, окей, когда ты в употреблении находишься, ты можешь отключиться.
А когда ты свежий, трезвый, чистый, куда ты отключишься? Ну, проснешься ты на следующий день, ты проснешься с мыслью, что-то не так в моей жизни. Потом походишь до обеда, потом, да что-то не так. Потом к вечеру, да блин, что-то не так. А потом на следующий день опять, да ё-моё, не так же что-то. Ну не могу я просто. Что-то идет не так. А потом ты начинаешь задаваться вопросом, а что не так? А мне не нравится вот это. А мне так не нравится, ну да. Так все, просто вот так берется телефон. Алло, здрасте, все, больше не общаемся, до свидания. Положили трубку, заблокировали, и все, источник проблем решен. А в употреблении такого нету. В употреблении всегда находится круг людей, которые кормятся с вас. И кто в этом виноват, скажите? Кто виноват? Конечно же вы. Потому что люди, которые так себя ведут себя так, потому что вы им позволили себя с ними так вести. С собой, да? Себя вести. Вот так. Поэтому относительно денег накопления это напрямую влияет, потому что уровень твоего финансового комфорта, твоих базовых, твоих потребностей. Да какая базовая потребность есть в употреблении, друзья? Очевидная. Бутылка, там пачка сигарет, там еще какие-то штуки подобного рода. Все. Вот это база. А когда ты не в употреблении, у тебя база. Коммунальные, здоровье, продукты, хорошие продукты. Не там какое-то там быстрого приготовления что-то, а там и овощи, и фрукты, и тому подобное. То есть качественная, хорошая еда, кров над головой и тому подобное. То есть безопасность и так далее. То есть ты уже понимаешь, у тебя базовая потребность формируется, но она и не такая дорогая, как там вот эти все там алкашки, наркотики и так далее. То есть они на порядок дешевле, но ты на порядок качественнее живешь и питаешься. Вот так. Зарабатывать и накапливать деньги несложно, когда ты трезвый. Это, наоборот, является... Когда ты трезвый, это является возможным. Вот так вот. Извините. Вот так. Далее давайте посмотрим. Это уже был, это первый вопрос был. Второй вопрос. Трезвость не может быть временно, трезвость это навсегда. Да, друзья, вот это точно. Вот это точная формулировка. И люди, которые убирают от себя на год, на месяц, на 2. Я на канале «Дневник утра» есть куча моих историй, где я рассказывал, что я там убрал от себя там на 21 день, на 30 дней, на 30 дней, и это все у меня не работало. Я на 30 дней убрал, на 31 я лежал, умирал от того, что прям рассказываю историю. Я убрал от себя на 30 дней, четкая, моя задача была 30 дней продержаться. Первый день чёрк, второй зачёрк, третий, четвертый, пролетело 30 дней. Ну все, 30 дней, значит, продержались, значит, могу контролировать. Мы заказываем, наверное, 2-3 литра пива на двоих. Но смысл в том, что мало, относительно мало. И раки. И я выпиваю литр, по-моему, и выпил, там моя доза была вся там 2-3 литра, ну 3 литра это вот прям уже было. И пиво, может быть, там еще что-то можно было еще пить. Но 2 литра пива я до 2 литров, где-то 1,5 литра пива, может, выпил. Все, мне хватило, мне не стало хорошо, мне вообще стало... Мне жуткое было, думаю, что вообще пил это все. А на следующий день, надо было еще на следующий день вечером ехать. Тогда в Одессе проходили фестивали Лиги Смеха вот зимой. Да, вот надо было ехать на Лигу Смеха и, ну, с Киева в Одессу, то есть на другой город, на поезде. И так мне плохо было. Да это неплохо было. Я думал, я умираю. Я вообще, ну, знаете, вот это состояние. И рвать, и рвать нечем, и лежать не лежится, спать не спится.
Ну, в общем, есть не естся. Короче, вообще ужас, ужас, ужас. И что? И что? Правильно, приехал на следующий день на ту лигу смеха, и все, и там пиво, потом легче стало. Ну, да, знаете, потом было смертельное состояние, а потом, ну, как-то уже и оживаешь и так далее. И потом меня где-то перед тем, как я вообще окончательно навсегда убрал от себя, вернул себе трезвость, то тогда где-то еще, может, 3-4 месяца, может, полгода вот это вот продлилось, я опять дальше употреблял. Быстро, в секунду вернулись сигареты, в секунду вернулось все, короче. Вот. Поэтому это к вопросу, трезвость это временно или это навсегда. Друзья, навсегда. Ребята, которые переживают, девчата, кто переживают за то, что боитесь там сорваться, друзья, в трезожниках, пожалуйста, есть же все готовое. Просто идете по этапам, не придумывайте никакой велосипед. Идете по этапу. Чего бояться? Чего бояться? Бояться можно тогда, когда нету фундамента. Когда ты не понимаешь, для чего это. Ну, на чем держится вся твоя идея. Да? Ну, убеждение твое. Ну, вот у тебя есть убеждение, что нужно хлеб покупать к еде. А на чем-то оно сформировано. Ну, почему-то же это есть, да? Какая-то там причина. Или там пить воду. Есть же убеждение, что надо пить чистую воду, а не грязную воду. Вот так. То есть ты формируешь себе убеждение. Это происходит на этапе фундамента. Просто отвечаешь на вопросы сам себе, на которые ты потом опираешься. Да? Потом идет там челлендж 30 дней. В этот челлендж 30 дней задача за 30 дней выполнять определенные задания каждый день для того, чтобы в 30 дней получить себя настоящего или настоящую. И тогда ты сидишь, так смотришь, так, вот прошло, вот у меня уже есть и фундамент, я понимаю, зачем, почему. Просто так не пить не работает, друзья. Просто так это не работает. Просто так, ну, типа, у тебя сегодня есть ощущение, что просто так мне норм, а завтра у тебя есть ощущение, что просто так можно и пить. Ну, типа, и так далее. Вот. Ну, вот на 30-й день ты уже получаешь себе чистую себя, где ты уже можешь реально принять решение, пить или не пить. Продолжаешь пить, окей, но у тебя уже есть понимание четко, что ты себя представляешь, когда ты трезвый, трезвая. Когда вы трезвы, когда ты чистый вы, когда проблемы решены, то есть нет вот этого груза из этого всего, есть понимание, ясность представления, что дальше. Вот. Собственно, трезвость не может быть временно, трезвость – это навсегда. Безусловно, с этим согласен я, друзья. Это не то, что согласен, это факт. Все те, кто на год, на 2 года, на 5 дней, на 3 часа, на полгода, которые убирают, начинают по-черному, друзья, пить, курить и тому подобное. Такое ощущение, что человек просто... Знаешь, вот когда человек просто долго не пил воду, он на воду, собственно, или на еду начинает с таким голодом, да, жаждой бросаться, напиться, наесться. Вот такое впечатление, будто бы у человека просыпается, открывается это второй желудок. Но это как будто в 2 рта начинается питье, курение. Ну, мол, понятно, я же даже понимаю, почему происходит вот такая реакция, потому что вот я же смог, мы же смогли вот продержаться вот такой период, значит, это меня не контролирует. Но человек не замечает того, что с ним начинает происходить, когда, в первую очередь, кто страдает? В первую очередь страдают близкие. И когда начинает, люди видели, человек год был, идеальным, с точки зрения там мужа, жены, да, человек обещал, выполнял и тому подобное. Не пропадал, не терялся, не пропивал, ничего там. А потом в какой-то момент наступает период, что человек неделю беспробудно и создает такой объем проблем создает, что лучше бы он пил этот год, как он пил там размеренно,
а он успевает за это время натворить таких чудес, всю жизнь потом не расхлебаешь. А он для себя будет говорить: так я же год не пил, я могу себе позволить. Ну вот это, знаешь, еще начинается, типа, так я ж могу себе позволить. Там, это как взять iPhone в кредит, на который ты не заработаешь за 2 года, скажем. Типа, так я ж могу себе позволить. Я работаю так тяжело, поэтому сейчас возьму себе iPhone, чтобы меня вообще крышкой гроба прибило. Вот. Также тут начинается беспробудное пьянство до тех пор, пока человек не пробьет дно, после которого он что-то не поймет. То есть либо не уйдет там вторая половина от него, либо какие-то проблемы с законом начнутся. И знаешь, это даже будет в лучшем случае, потому что в худшем случае для него это все пройдет, как ему покажется, без проблем. Если без проблем, он фиксанет для себя, что это норма. Можно год не пить, можно потом неделю концерты создавать всему своему окружению, а потом опять можно неделю не пить. А потом я, не знаю, у меня такая устоявшаяся картинка вот такого образа, который я видел, помню с детства, что у меня вообще в детстве было, когда я видел пьяных людей, я не понимал, что они пьяные. Ну, может, там возраст, я не знаю, до 10 лет. В общем, когда еще такой маленький. И я понимал, что-то с людьми происходит такое, что их что-то меняет. Вроде бы, я помню, я их боялся, типа пьяных людей, будто бы в них что-то вселялось такое, потому что вроде бы человек адекватный, а потом становится, он начинает драться там. Я помню, там дядя, значит, в деревне, когда я был, приезжал к бабушке, дедушке, там дядя приехал и пошел с женой в клуб. И я помню, так я как-то не любил это время, когда там пятницу, субботу, в общем, он ходил в этот клуб, а его сюда приносили. Вот так человек вроде в здравии, в уме уходит повеселиться, а его приносят обратно. Люди приносят, потому что он там дерется в неадеквате, ужас какой. А потом на следующий день отсыпался, в общем, просыпался он уже ближе к вечеру. И я помню, я вот маленький, мне так интересно, вроде, хочется с дядей пообщаться, потому что я его там не видел, он с другого города, а там вроде бы можно пообщаться с ним, там поиграться. Он спит постоянно, и его аргументация такого рода, мол, я же там тяжело работаю, поэтому могу отдохнуть. И вообще такая формулировка меня преследовала постоянно. То есть если человек тяжело работает или просто он работает, то он, значит, может себе позволить раз в недельку натворить таких чудес, что потом на голову не натянешь. И это ж все про вот это, типа, если там 5 дней не пить, а 1 день пить, то будет как бы нормально все. Но просто ты бы на себя посмотрел трезвым, или ты бы на себя посмотрела трезвая, вы бы на себя посмотрели трезвые, люди сразу бы бросили бы все, что с этим связано. Опять же, я же сужу и по себе, и по тем людям, которые говорят о том, что я был в том окружении людей, которые находятся сейчас в употреблении, я больше не хочу в этом находиться. Окей, ближайший час там можно еще понаходиться, еще интересно, еще есть о чем пообщаться, а дальше уже все, дальше уже повторение одно и то же, смех без причины, на одни и те же фразы и так далее. В общем, что я буду рассказывать, все прекрасно вы понимаете, друзья, но относительно трезвости, может ли она быть временно, я считаю, нет. Я считаю, нет. И для меня была главная задача объяснить себе же, а благодаря тому, что объяснил себе, то могу и объяснить другим, собственно, в сообществе трезвожники, что происходит, как конкретно действовать для того, чтобы убрать от себя вредные привычки, на что ты будешь опираться. На что ты будешь опираться? Твой фундамент, твоя основа. Да, если выражаться такими словами, а если самым вообще простым языком, почему тебе не пить? В чем причина? Какая причина, что ты не употребляешь? Твое большое почему? Зачем, да? Если так просто. Это тоже интересно, что я ответил
3 года назад, когда 2 года уже не употреблял. Далее, кстати, вот я сейчас смотрю, это же, получается, был период, когда коронавирус заканчивался, наверное. Да-да-да-да-да. Вот. Так. Третье. В трезвости фокус смещается с других на себя. Безусловно. Точно безусловно. Потому что, возвращаясь, да, в начале видео я начал рассказывать о том, что когда ты находишься в употреблении, ты много собираешь рядом с собой ненужного. Потому что тебе не нужного, другим ты нужен. Потому что с тебя можно поживиться, а тебе не нужно. И фокусируешься ты, безусловно, на самом главном. На самом главном это на себе. И это проявляется во всем. Могут, знаешь, люди говорить там, типа, ой, ты там начал, стал трезвым, нервный там становишься, там, злой и так далее. И я не вижу в этом ничего плохого, друзья. Дело в том, что ты становишься нервным и злым в том случае, если тебя что-то не устраивает. Ну, согласитесь. Если тебя что-то раздражает, ты становишься раздраженным. Логично? Ну, безусловно. Так если ты для этих людей злой, противный и тому подобное, ну, ты начинаешь задаваться вопросом спустя время какое-то, безусловно, когда пройдет этот этап, когда ты просто от всего начинаешь раздражаться, потому что твоя нервная система убитая, ее не существует, это ты то плачешь, то смеешься, то радуешься, то еще. Ну, это период, небольшой период, там достаточно быстро он пройдет, но потом ты более-менее становишься на ноги, скажем так, и начинаешь смотреть вот по сторонам, что вообще происходит. Тот тебя раздражает, а почему он тебя раздражает? Потому что там то-то, да, когда вы находились в употреблении, то тебя это не напрягало, потому что не обращали внимания на это. А тут уже начинаем обращать на это внимание. Смотрим на того, на третьего, на 10-го. Этот постоянно прибегает денег занимать и не отдает там то, все и так далее. В общем, начинаешь обращать внимание, что какой-то у тебя круг людей вокруг тебя, потребителей, ладно бы потребляли и тебе бы отдавали, но только забирают на самом деле. И ты для них становишься какой-то не такой, слишком раздраженный. И начинают тебе рассказывать, ой, лучше бы ты пил, конечно. Есть такие семьи, в которых мужья или жены пользуются тем, что вторая половина употребляет. Потому что этот человек чувствует постоянно вину, и ему можно все что угодно постоянно навязывать. Ему можно навязывать, что вчера там что-то напился, все, сегодня сумочку дари, да, или там какая-то другая манипуляция там со стороны женщины мужчине или мужчине женщины, ну и тому подобное. В общем, манипуляций этих куча и миллионы, а тут уже не получается манипулировать, потому что нету источника, да, на который раньше эта манипуляция накладывалась, и становишься ты уже неудобным. Становишься ты уже неудобным для этого, и начнет складываться впечатление, что что-то не так с тобой. Но на самом деле с тобой-то все так. С тобой-то все так. Это с ними все не так. И чтобы вообще выявить это все, я рекомендую вообще просто стараться анализировать ситуацию. Иногда действительно бывают загоны у нас, что, это проходит. Ты на следующий день просыпаешься и понимаешь, ты не прав, и у тебя есть силы признаться себе, что ты не прав или не права, да. Рекомендую также вести дневник, писать дневничок, вести, да, особенно свои эмоциональные какие-то решения, чтобы можно было как-то проанализировать, почему так. Может, ты действительно допускаешь какую-то ошибку, какая-то проблема в тебе, а не в том человеке. И поэтому стоит, скажем, поменять свое отношение, либо закончить отношения с этим человеком. И, опять же, в итоге это все сместится к тому, что фокус будет на себя, на тебя. Фокус будет. А на кого еще? Кто еще самый главный, самый важный? Ты.
ты и твое собственное «я» внутри, которое ты начнешь слышать и слушать, это ты и есть. Что ты любишь, что ты не любишь. Ну, знаешь, мало ли, вдруг ты любишь, ну, скажем, твое рабочее место должно быть выглядеть определенным образом, а тебе говорят, нет, ты должен работать вот так, и вообще на вот этой работе, а вообще и вот так жить. А ты говоришь, да нет, мне такое не нравится, не подходит. А тут уже такие, так, а ты немного себя возомнил, начнут тебе рассказывать. А ты немного себе возомнил, ты просто знаешь себе цену, ты начинаешь ценить себя и начинаешь понимать ценность свою для себя. Потому что фокус теперь на тебя. Это, знаешь, как важно понять здесь. Сейчас про эгоизм можно подумать и так далее. Эгоизм – это хорошо. В рамках дозволенного, скажем так. Но эгоизм должен быть. А подожди, если ты не будешь заниматься собой, кто будет тобой заниматься? Кто будет тобой заниматься? Кому ты нужен? Ну, кому ты нужен? Если ты не покажешь свои рамки, что можно, что нельзя, если ты не знаешь, что можно тебе, то чего ты вообще требуешь от других людей? Как они должны относиться к тебе, как они должны с тобой обращаться и так далее. Один и тот же человек к одному будет, как ему будет казаться, плохо относится, а ко второму хорошо. Потому что один разрешает вот так вести себя, а второй не разрешает вот так себя вести. Один и тот же человек, одна и та же, только разные ситуации. Поэтому в данном случае в трезвости смещается фокус с себя, с других на тебя. Это супер достижение. Это то достижение, только лишь благодаря чему необходимо, собственно, убирать от себя вот эти все вредные привычки, потому что ты начинаешь фокусироваться на самом-самом-самом важном в своей жизни, на себе. Так, следующий, 4-й урок. Не употреблять алкоголь. Вначале это все, а потом ты об этом не задумываешься. Вообще-то, это как бы во всем. Ты когда там бизнес начинаешь, какое-либо дело начинаешь, то ты сначала весь фокус внимания на это. Потом, когда ты начинаешь с велосипедом, да, пример хороший, ты начинаешь ездить на велосипеде, и ты полностью, очень много энергии уходит. Или на машину водить. Очень много энергии уходит в самом начале для того, чтобы обучиться этому всему, научиться это все контролировать, управлять этим всем, а потом ты просто это не замечаешь. Да? Посмотри на водителей, которые там за рулем. Они могут и по телефону говорить, и там общаться на другие какие-то темы, деньги считать на таксистов, да, посмотри, там 100-500 задач человек выполняет, пока ведет, пока едет на машине. А потом, в начале это очень сложно. Вот так же и здесь то же самое. Тебе в самом начале начинает казаться, что это теперь будет всю жизнь так. То есть ты начинаешь замечать теперь всех. Ты раньше видел только тех, которые пьют, теперь ты видишь только те, которые не пьют. И ты видишь, насколько их много или не курят. И вообще ты начинаешь понимать, в общем, второй мир начинаешь видеть. И то, о чем я действительно часто говорю и до сих пор, что вначале тебе кажется это очень-очень что-то большое, очень тяжелое, очень невыносимое. Хотя я на самом деле говорю, что этим нужно наслаждаться. Это абсолютно другой подход, нежели держаться там, значит, там через боль, насилие воли. Это не работает все. Не работает все это. А когда ты наслаждаешься процессом выздоровления, представляешь, ты перестаешь употреблять, перестаешь себя реально травить. Это не просто слово там такое, знаешь, там хорошее слово добавляю просто к этому, потому что все так говорят, а потому что реально ты себя травишь. То есть, когда ты употребляешь алкоголь, твой организм, происходит интоксикация организма. То есть становится в организме много яда, и организм начинает защищаться. А мы это называем опьянение, такое там расслабление, бла-бла-бла и так далее. Вот. И ты находишься вот в этом периоде, кажется, что просто это невыносимо. А я говорю, что нужно этим всем наслаждаться. Ты не куришь сигарету, вдохни, выдохни. Вообще начни изучать вопрос относительно дыхания. Насколько вообще 99% людей неправильно дышат.
Дышат. Что это такое? Дышат. Это же очевидно, надо дышать как-то по-другому. Ну да, надо дышать не вот так, а вот даже сейчас попробуй. Вот вы сидели в напряжении, слушали. Даже аж приятно организму. Потому что мы вечно вот такие вот сидим. Вот. Из-за этого страдает здоровье. Очень сильно страдает здоровье. Потому что мы неправильно дышим. А если мы еще и курим, употребляем и так далее. В общем, возвращаемся к нашему уроку относительно того, что не употреблять алкоголь или сигареты. Что бы ты ни делал, смотри, на самом деле оно все работает одинаково во всем. И почему я еще, кстати, момент очень важный, может, просто немногие об этом слышат, почему я говорю, что человек, который убирает от себя вредные привычки, у него огромный потенциал. Потому что тот человек, который понял, как работает вот эта схема, эта система, он может добиться, я считаю, в любой нише, в любом направлении абсолютно любых высот. Вот. Принцип понятен. Принцип тут такой же, как и во всем остальном. Сначала ты фокусируешься, собираешь информацию, потом ты начинаешь искать метод. Метод – путь, да, как ты прошел. Ты пошел за хлебом, и ты там шел прямо налево, поворот, там осторожно, там лужа, там забор обойти, там собака злая, там еще что-то. Вот этот путь, вот это называется метод. Вот этот путь, вот, собственно, который я проделал, и сейчас его транслирую, да, что вот это просто, это легко, это с наслаждением, это по кайфу тебе это происходит все. Когда ты из жизни не убираешь что-то хорошее, да, как кажется, может, вроде расслабление, как же я буду жить теперь, а ты наоборот из жизни убираешь плохое. И этот период, вот важно его правильно сформулировать, сфокусировать, правильно сфокусироваться в этот момент. Ты не теряешь, а приобретаешь. Тут, кстати, парадокс происходит, что люди думают, что они убирают от себя вот это все ненужное, будто бы они теряют что-то, но по факту они приобретают. То есть ты как бы убираешь, но ты тем самым приобретаешь. Вот ты просто задумайся над этой мыслью. Ты в моменте вроде бы перестал употреблять, там окружение ненужное отпало. Вроде бы ты потерял что-то. Но на самом деле именно в этот момент ты за годы там, всего употребления наконец-то ты начинаешь приобретать. Наконец-то наступает этот период приобретения. Он будет некомфортный, он будет стрессовый для тебя, потому что ты все время вы привыкли, что все время плохо. Все плохо. А когда хорошо, после этого становится еще хуже. Но потом в какой-то момент наступает период, когда ты смотришь, знаешь, вот я себе представляю так, ты выглядываешь за забор, кажется, что там ничего нету, а там только все начинается, там целая вселенная. У тебя сзади маленький дворик вот такой, а впереди вся жизнь. Вот я себе представляю это действительно как-то так. То есть я в какой-то момент понял для себя, что так трезвость это не вся жизнь. Вернее, когда ты убираешь от себя вредные привычки, вот этот период, это не вся жизнь. То есть после этого только начинается. На самом деле это блок все время был. Это то, что блокировало тебя к следующему какому-то достижению. Потому что, знаешь, для того, чтобы достигнуть какие-то цели, необходимы сверхусилия. То есть необходимо приложить больше усилий, чем, к примеру, там сосед прикладывает, да, или конкурент, или еще кто-то больше. То есть, скажем, не знаю, там просто кладка кирпича, один кладет два кирпича и на этом заканчивается, а второй не останавливается и выстраивает дом. Вот я о чем говорю. И благодаря тому, что у тебя появляется больше внутренней силы, благодаря вот этому всему, что ты убираешь от себя вредные привычки, именно благодаря этому у тебя появляется возможность достигать вот такие цели. Потому что дальше у тебя возникает энергия на это все, желание, понимание и время.
самое важное, ты себе предоставлен. Теперь вы себе предоставлены. То, когда вы находитесь в употреблении, вы себе не предоставлены. Вы предоставлены непосредственно тому, что вы употребляете, потому что именно это, то, что вы употребляете, определяет то, что вы будете делать сегодня вечером и завтра утром и последующие дни. Не ты контролируешь, а тебя контролируют. А тут, когда ты начинаешь контролировать себя, когда ты начинаешь контролировать свое, то, к чему у тебя есть доступ, то, насколько ты можешь это контролировать, то ты можешь уже дальше прогнозировать. Ты можешь прогнозировать свои плюс-минус доходы. Ты можешь понимать, что если здесь слабые доходы, то надо идти куда-то дальше и зарабатывать там столько, сколько тебе нужно. Ну, к примеру, ты понимаешь, что для того, чтобы там заработать, ну, скажем, к примеру, получать $1000 в месяц, да, пассивного дохода, для этого нужно там 100-200 тысяч долларов капитала. И ты понимаешь, что работая на этой работе, тебе потребуется, ну, лет 150, 160, 200 лет. И ты понимаешь, что даже при лучших раскладах ты проживешь лет 100. А из этих лет 100 ты по факту, ну, 30 лет, да, где-то у тебя будет такого, ну, 20 вообще продуктивного периода, а 30 это вот когда ты можешь там сколотить себе капитал. И выходит, у тебя уже ты не можешь 150-200 лет работать. Ты можешь из этих 150-200 лет, ну, продуктивно отработать 20 лет. И ты понимаешь, уже начинает у тебя работать математика и понимание того, что, ну, на этой работе я не заработаю себе капитал, мне придется работать, и еще поколениям дальше придется работать на то, чтобы просто обеспечить себя там $1000. Ты начинаешь задаваться вопросом, так, окей, а что дальше делать-то? Где зарабатывать? И идешь навыки приобретать. Ты начинаешь смотреть, что я рекомендую, куда смотреть. Там, где деньги есть. Медиа, там, непосредственно то, что с деньгами связано. Да просто посмотри вокруг себя, кто зарабатывает. Вот иди в те направления. Ну, поначалу, конечно, не будет ничего получаться. Но спустя год-два что-то да получится. И за какой-то год ты сможешь заработать столько, сколько бы не заработал на той работе за всю жизнь. Вот так. И это все потому, что ты можешь себя как-то контролировать, прогнозировать, можешь какие-то цели себе ставить и к чему-то стремиться. Ну, это такой тебе пример привел, что начинается дальше, что начинается после того, когда окажется, что вот это вот период неупотребления, формирования себя, он будет вечный. Он не будет вечным, но это важнейший, это основа, это фундамент для твоего будущего дальнейшего. Не нужно себя сравнивать с другими. Вот вообще, кстати, перестань себя сравнивать с другими. Это контрпродуктивно. Это не несет никакой ценности в твоей жизни. У всех у нас разные точки начала, у всех у нас разные исходные данные, да? И если ты будешь себя сравнивать с человеком, у которого там исходные данные в десятки раз превышают твои или наоборот, ну это будет неправильно, понимаешь? У того человека, у него другие проблемы. Кажется, какими могут быть проблемы? А такие, вот так вот, мы такие люди, у которых вечно все может быть проблемой, а может быть возможностью. По-разному люди относятся. Я отношусь больше к тем, которые в проблеме видят возможности, потому что я решаю проблемы. И ты начнешь решать проблемы, потому что тебя будет триггерить. Вообще, проблемы тебя будут триггерить на прошлую жизнь. И ты не будешь допускать в целом того, чтобы проблемы какие-то формировались. Самые жесткие проблемы, которые будут тянуться у тебя из твоей прошлой жизни, скажем так, это долги, может быть, там, кредиты, ипотеки, там, вот эти все штуки, может быть, какие-то ссоры ненужные, которые будут тянуться там годами, десятилетиями. Ты будешь это все завершать. Будешь заканчивать в плане того, что будешь находить какой-то логический исход этому, позитивный. И ты просто в какой-то момент поймешь, что проблем так как таковых уже нету. То есть,
проблем тех, которые были до этого, уже и нету. Они уже преобразились, и все, знаешь, как ты превратишься в такой завод по производству с проблем в возможности достижения цели. Проблема есть, иди сюда, разобрали, рассмотрели, сформировали цель, закончили эту проблему, завершили, развязали, получили какой-то бенефит себе, да? Вот была проблема, а оказалась возможность. И так я смотрю по своей жизни, оно так и самые какие-то мощные прорывы случались именно там, где были наибольшие проблемы. Вот. И вот такая вот. Это знаешь, это обязательно, уверен, условие для того, чтобы поменять свою жизнь. Человек, который не захочет поменять свою жизнь, он не выберется из вот той деструктивной жизни, в которой только проблемы, только беда, долги, плохо все и тому подобное. Зачем ему выбираться, если и так норм, можно запить это все, закурить, там еще чему, занюхать и так далее. Вот. А если не хочет он жить в той проблеме, ему придется это решать. И каждая решенная проблема добавляет внутри тебя силы. Когда ты начинаешь понимать, что ты можешь это сделать, то есть проблема, и ты ее решил, или решила, вы ее решили. И следующий этап, когда все готово, все нормально в своей жизни, больше нету этой проблемы, и подобного рода проблемы уже не проблемы для тебя, потому что ты знаешь, ты умеешь это все решать. И дальше уже, скажем так, новый левел, да, рисуется, и уже есть понимание, что теперь для того, чтобы достигнуть чего-то нового, необходимо сталкиваться с новыми проблемами, и они решаются. В общем, слово «проблемы» как таковое уже в твоей жизни не будет играть предыдущей роли. Да поэтому не употреблять алкоголь вначале – это все, а потом ты об этом не задумываешься. Но главное, что получаешь с этого огромный, хороший, позитивный опыт. 5-й урок – это у всего есть последствия. Последствия алкоголя затрагивают всю жизнь от окружения до мыслей в голове. Да, последствия алкоголя затрагивают всю жизнь от окружения до мыслей в голове. Я бы вообще, действительно это так, я бы не разделял бы момент, когда ты находишься, знаешь, как ты находишься в употреблении, и я бы не разделял бы вот это два, то есть ты и есть тот, кто употребляет. Нет такого, что вот тут я употребляю, а вот тут я такой нормальный. Это все твоя жизнь. Это вся твоя жизнь, которая... И вот это употребление, реально влияет на все. На твое поведение, на то, как ты формируешь цели, на то, какие ты планы рисуешь на Новый год. Знаешь, у пьющего человека он сразу рисует планы, он за столом там употребляет, а не пьющий рисует цели, он может где-то в какой-то атмосфере определенной, да, и какие-то, может, достигнутые цели, а может, не достигнутые цели, а какое-то окружение тебя и так далее. То есть абсолютно два разных направления, две разные мотивации. У одного мотивация может быть, вот я вспоминаю тогда, какое мышление у меня было, и я в целом любое достижение всегда вспоминал, представлял, что потом буду употреблять. Это как такая награда была. Потому что, как еще фиксануть какую-то победу? Пить. Вот я в КВН играл, и тогда каждая победа даже неважно, победа, не победа, конец какой-то игры завершался всегда выпивкой. Всегда. Все собирались, пили. То есть вот такая вот фиксация была на употреблении. Что бы ни происходило, плохо либо хорошо, ты всегда будешь употреблять. Ты всегда будешь пить, потому что, а как? Если плохо, надо пить. Если хорошо, надо пить, праздновать, да, и так далее. И глупо, конечно, это все разделять, что алкоголь как-то не влияет. Вообще, на самом деле, чтобы понять,
чтобы человек понял, как оно в действительности влияет на тебя, это нужно, чтобы человек попал в ситуацию, когда это не оказывает на него влияния. Ну, представь себе, 10 лет употребления, и человек просто уже не помнит, как это не употреблять. То есть он не помнит, как это после праздника проснуться, там, когда голова не болит. Он не помнит, как это... Да как это вообще себя чувствует, когда у тебя в целом ничего не болит, и тебе ничего не нужно. То есть вечером тебе не нужно идти пить. Или там футбол, не нужно пить под этот футбол. Там с кем-то поругался, не нужно идти напиваться, а нужно искать выход, либо завершать отношения, либо находить компромиссы и тому подобное. Это, абсолютно два разных мышления. Перекуры, то же самое, это ж отсюда. Человек не в употреблении, у него нету перекуров. У него есть отдых, когда нужно там набраться сил и тому подобное. Кто в употреблении, он постоянно на перекурах, постоянно у него какие-то посиделки, тусовки и тому подобное. Это стиль жизни, это образ жизни. То есть, знаешь, когда человек находится не в употреблении, он выстраивает свою жизнь так, чтобы ему было комфортно и хорошо. Когда человек в употреблении находится, он выстраивает так свою жизнь, чтобы он употреблял все время, чтобы он комфортно употреблял, чтобы он вот сегодня употребляет, а завтра ему не компенсировали мозги. То, что надо там разойтись со второй половиной, это такое уже, это уже полбеды. Главное, чтобы завтра утром ему никто не компенсировал мозги. И так далее. То есть человек в конечном итоге оказывается один на один там с вот этим источником употребления. Это просто природа наркотика. Это не потому, что там что-то еще надо придумывать. Это просто природа наркотика заключается в том, чтобы тебя поглотить полностью. Да? Вот, все. Тебя, твою личность поглотить полностью и ничего не оставить. То есть это настолько коварное, что это нет такого, что там частично как-то, а по выходным ты можешь там, наоборот, там в будние дни ты будешь со всеми, а в выходные там в употреблении, потом выходных станет мало, а потом и жизни станет мало для этого всего. Это логично, то есть не то, что это там последние годы происходит, это уже, по сути, все время происходит. Факт. Просто другое дело, что человек, который это все распознает, даже, я так скажу, большинство в своей жизни это даже не распознает. То есть он будет находиться в этой тюрьме, в этой иллюзии всю жизнь. Да, иногда будут приходить мысли, а может быть это, а может быть не стоит и так далее, но как правило, это уже, знаешь, приходит тогда, когда поздно. То есть, фактически человек угробил здоровье, фактически человек потерял все возможные взаимоотношения с близкими, неблизкими людьми. Все потерял, и тогда, оказываясь на дне, он понимает, что, наверное, все-таки не стоило это. Но не факт, что он бы повел бы себя по-другому, оказавшись скажем так, в начале этого пути. Имея тот багаж, знаешь, легко говорить, когда человек имеет уже багаж и опыт вот этого всего, тусовок там, со всеми вытекающими. И такой, я бы пожил бы по-другому эту жизнь, уже имея этот опыт. Но, во-первых, не вернешь, это понятно, а во-вторых, не факт, что он бы пожил бы по-другому, имея этот опыт. При всем при этом, я считаю, что начать можно всегда. Всегда. Какой бы возраст ни был, какая бы ситуация ни была, все равно можно это все исправить. И вот есть как бы минусы, да, очевидные в употреблении, но есть и плюсы. Плюсы заключаются в том, что когда ты убираешь от себя это все, ты начинаешь жить в плюс. Вся твоя жизнь становится в рамке достижения. То есть с каждым днем, с каждой минутой, с каждой секундой ты приобретаешь. Вот, день прошел, а ты что-то приобрел, не потерял. А в употреблении ты все время теряешь. Ту же самую минуту, секунду, миллисекунду постоянно в потерях. В потерях там, здоровья, знакомых и тому подобное. Вот.
Поэтому 5-й урок: у всего есть последствия, и последствия алкоголя, наркотиков, сигарет затрагивают всю жизнь. Это, я бы сказал, это в целом это определяющий фактор. Определяющий фактор. Так, движемся дальше. 6-й урок: бросить пить может каждый, но не каждому это нужно, или бросить пить легко, понять зачем сложно. Ну, действительно так. Во-первых, как бросить пить? По сути, не пей и все, говорят так. Просто не вливай в себя и все. И на этом точка. Но на самом деле проблема-то глубже. Человек же пьет не потому, что он просто может пить. Правильно? Он пьет, потому что есть какая-то внутри проблема. И он эту проблему... Сначала он может пить из-за просто веселья, а потом под грузом проблем. В основном, в большинстве случаев, просто груз проблем в какой-то момент падает на голову, и человек просто по-другому уже не может. Ну, смотри, ситуация обычная, да? Человек, школа, там, употребляют в школе, начинают в школе в каких-то старших классах, потом институт, тусовочки, все дела, то же самое употребляют. Институт заканчивается, и тут как бы тебе там либо родители дали, либо еще как-то. То есть ты еще вывозишь все на своем здоровье, на своей внешности, потому что внешность начинает так прям падать хорошо после 30 точно. Вот уже начинает сыпаться. То есть если ты жестко там начинаешь вести нездоровый образ жизни, то как раз 30 лет это когда вот уже начинаешь... Ну, я смотрю по себе, по ровесникам, что происходит, вот так скажем. И, скажем, до 30 лет ты еще по инерции идешь. Как бы просто тебя окружение двигает, даже если не свои родители там, то твое окружение, их родители твоих знакомых и так далее. То есть в целом все легко доступно. Ты молодой, у тебя еще классно, комфортно все идет. Там особо на твоей жизни не отражается. Ну, особенно до 25, да, там уже дальше начинается. А потом в какой-то момент получается, что школа закончена, институт закончен, надо идти работать. На первую работу пошел, на вторую работу пошел, третью уволили. Как-то, в общем, добрался на не лучшую работу. Потому что там, где работа хорошая, как правило, там конкуренция большая, да? И там, где большая конкуренция, то надо бороться за то место. Хоть бизнес, хоть работа, как угодно. И если человек не занимается жизнью, то в какой-то момент он оказывается вот где-то на дне, на каком-то дне. И дальше в большинстве случаев находятся такие работы, они не очень, в общем, те, на которые не очень хочется ходить, какие-то. И человек в какой-то момент начинает понимать, что в целом как-то складывается такое ощущение, что вот эта выпивка, там, сигареты, наркотики, они уже не приносят никакого удовольствия, а употребление дальше происходит. Употребление дальше происходит просто как по инерции. Ну, если Новый год, то надо Новый год. Если там день рождения, да. И для того, чтобы идти против общества или против каких-то устоев определенных, да, для этого все равно нужны силы какие-то, чтобы сказать: нет, я не пью. Да хоть как угодно думай, таблетки, не на таблетках, кодирован, не кодирован, не важно. Я просто, не пью и все. Вот. И, то есть, какое-то сопротивление нужно давать. Нужны силы для сопротивления. А когда человек оказывается в ситуации, что он просто шел по инерции, шел, а потом в какой-то момент ему надо очень сильно все поменять, чтобы изменилась его жизнь. То есть, если он до этого употреблял, в общем, вел определенный образ жизни, силы нужно находить. А силы не находятся, потому что силы от этого не прибавляются. И тут вариантов несколько, да, либо человек просто кардинально все начинает менять в своей жизни, например, вот смотрит подобный контент. Опять же, понимаешь, подобный контент смотреть, это нужно, уже нужно определенное мышление для этого. Уже нужно понимать, что есть проблема, с проблемой нужно как-то работать и
благая новость, благая весть есть в том, что вот с этих пор, если ты только там первый раз смотришь или уже не первый раз, но неважно, то дальше у тебя будет только прибавляться все. Вот если ты сейчас это все уберешь, дальше будет только прибавляться. Ну, в основе возьмем, если так, обычная жизнь, то в целом дальше нужно очень много усилий прикладывать, чтобы просто держаться на том этапе, на котором человек находится. Даже та работа, которая, ну, реально не очень, вот даже та, которая не особо презентабельная, все равно там нужно как минимум ходить на нее. Как минимум необходимо выполнять определенные вещи на ней. И, в общем, какой-то облик человеческий иметь. Тоже нужны усилия. Опять же, да, человек, кстати, всегда находит, скажем так, знаешь, когда смотрит на кого-то и говорит, ну, я там пью, но я хоть еще квартиру не пропил, а тут уже квартиру пропил. Когда квартиру уже пропил, говорит, ну, я ж хоть еще в человеческом виде, он квартиру хоть снимаю себе, а он, смотрите, на улице уже там живут и даже квартиры не снимают. А те, которые на улице живут, говорят, я там еще хоть конечности имею, те уже... Ну, в общем, каждый раз находится какое-то дно ниже, которое кажется недостижимым. Но вопрос времени, на самом деле, при таком образе жизни, да, когда ты приобретаешь, на самом деле это приобретение проблем, это тоже нужно уметь. То есть, смотри, человек, который решает проблемы, и ему сказать теперь, твоя задача наращивать проблемы, он скажет, как? Ему скажут, не решай проблемы вот эти вот, а усугубляй. Вот сейчас вот эта проблема появилась, а ты пойди в этой проблеме создай вторую проблему. Он скажет, я так не могу. А тебе скажут, надо. Почему? Ну, потому что надо. Какой-то аргумент находит. И человек прям через себя вот переступая идет, там создает эту проблему в проблеме. Ну, и потом в итоге он окажется в ситуации, который умеет решать проблемы, и жизнь у него на это настроена, он скажет, да не, ну, ребят, я так вообще не собираюсь жить, мне это не устраивает, у меня есть определенный уровень жизни, и я в эти игры не хочу играть, до свидания, и уйдет. Потому что для него это будет некомфортно. А тот, кто уже умеет эти проблемы создавать, он пойдет и 300-500 тех проблем в одной твоей проблеме, благодаря той одной проблеме создаст, потому что он уже так настроен, его так мышление работает, мыслит он так, он видит ситуацию, он уже знает, как с этого создать проблему. А другой видит, как не то, что проблему с этого создать, а как создать что-то, возможности видит. Вот. И не каждому это нужно, потому что бросить пить не каждому это нужно, ну, в силу разных причин, опять же. И, как я уже говорил, не нужно себя там сравнивать с кем-то, потому что он там может, знаешь, вот эти вот истории еще, да, там какой-то дед там пил, курил и дожил до 125 лет, вообще бегая марафоны и тому подобное. Вот эти вот все истории. Ну, мы не знаем его жизнь. Мы не знаем, какая у него жизнь была, и была ли вообще эта жизнь. И тут следует смотреть, слушать себя. Если тебе это нужно, значит, надо убирать. Если ты понимаешь, что это тебе не мешает проблем, не составляет проблем, я думаю, вряд ли бы я такой человек бы вообще досмотрел бы до сюда. Ну, если нет проблем, у меня не было с этим проблем. Я, наверное, до 20, скажем так, до 25 я уже начинал что-то задумываться. Но до 20 лет, до 22, наверное, до 21, скорее всего, вообще у меня не было проблемы. То есть я, наоборот, искал возможность, чтобы там употреблять. У меня там доступа к этому денег не было и тому подобное. Занят был постоянно. В общем, не так, как у там ровесников было. Пожалуйста, все доступно, еще денег тебе даем на это, родители давали. А у меня такого не было. То есть я, наоборот, искал возможности попасть, там, потусить, погулять. Вот. Ну, вот так. Ну, вот бросить легко, просто понять нужно зачем. Вот это вот. С одной стороны, как бы сложно понять зачем. Но с другой стороны, когда ты задаешься этим вопросом, когда ты задаешься реальным вопросом, не просто так, чтобы там, знаешь, быть вечно бросающим, а потому что действительно ищешь выход из этого, то ты обязательно ответ найдешь. Ответ будет у этого, безусловно. А как по-другому? Ты найдешь, поймешь, потому что я там хочу какой-то жизни определенного уровня жизни, достичь чего-то, или там
там все пили в моей семье, я насмотрелся этого. Ну, в большинстве случаев еще что-то передается у нас с наследством, да, из поколения в поколение. В плане того, ты смотрел, там дедушки, бабушки, мамы, папа пили, все, начинаешь там так же, как и они, употреблять и тому подобное. А потом ты просто понимаешь, чем это все заканчивается, когда видишь эти все разбитые жизни, потерянные взаимоотношения, ну и тому подобное. Поэтому точно бросить может каждый, но не каждому это нужно. А признаться в себе в этом тоже важно. Да, вдруг человеку навязали, что ему нужно бросать пить, он не бросит никогда. Как бы ему сильно не навязывали, невозможно. Я убедился и знаю в этом, на это, ну, прям 100% даю. Его будут кодировать, ему будут бабки шептать, там, вшивать, он все равно найдет возможность пить. Но если человек решил и понимает, зачем ему не пить, то ты его заставляй, вливай, он не будет пить. 7-й урок. Отказ от алкоголя – это не панацея к успеху. Кстати, вот я недавно записывал видос про магическое мышление. Вот я прям это, скажем, преобразовал эту мысль, потому что это не то, что не панацея к успеху. Это я больше уже приравниваю к магическому мышлению, когда человек начинает, знаешь, думать, что убрать алкоголь, сигареты, наркотики убрать, это значит откроет дверь к миллионам, там, сейчас будет жизнь без проблем и тому подобное. Вот это вот ошибка. Я на эти грабли наступал. Я знаю, что я вот помню вот это чувство, когда кажется, так, сначала, знаешь, двоякое чувство. Первое – это чувство, что да не может быть такого, чтобы вот эти вот все вредные привычки создавали такие проблемы. Ну, если бы была бы такая проблема, то вряд ли бы умные люди, даже умные люди, вряд ли бы они бы это делали. Ну, типа, логично. Смотришь на человека, а он такой, там, особенно часто это сталкивался с врачами. Врачи, люди, которые лечат. Алкоголизм там на жесточайшем уровне, там люди вот такими стопорями пьют. Просто, и так, они в трезвости не ходят вообще. Так вот, кажется, что, да, они бы такой ерундой бы не страдали бы. Но, что но? Ну, по факту, получается, как раз, так они в первую очередь. И тут вот я вспоминаю, что было тогда, думаю, не может быть такого. Потом, когда я уже там с опытом, со временем, я понял, так они просто заблуждаются. То есть они горе от ума, по сути. Люди заблуждаются в том, что, как бы чем-то себе аргументируют, то есть они как-то себе придумывают рассказать, что у них это уникальный случай, они там творческие люди, благодаря этому они видят там мир по-другому, бред собачий, но верят в это и живут с этим всем. И когда вот в первой стадии находишься, ты видишь вот это все и думаешь, не может быть так, что вот эти все вредные привычки такие проблемы создают. Вторая стадия, когда ты понимаешь, что походу это твой ступор, это твой единственный ступор в жизни, вот часто это уберешь, и вот тогда ты заживешь. То есть, понимаешь, две крайности. И то плохо. Где-то посерединке ищем, да, нашу настоящую суть. И получается, что магическое мышление надо выключать, потому что по факту проблемы алкоголь создает, но часть проблем. И это в целом все часть проблем твоей жизни. Это не вся твоя жизнь. Когда ты, убрав это, у тебя, как я уже сказал, открывается огромнейшее поле для работы. Огромнейшее поле. И проблемы тоже там возникают. Тоже ты себя будешь чувствовать плохо. Вот тоже большая... Кажется, что убрав от себя вот это все, тебе здоровье будет теперь хорошее. А с чего ему быть хорошим? С чего? Твоим зубам быть в порядке? Или
Почему ты думаешь, что не наводя порядок в своей жизни, вот сейчас мы, по сути, каким-то неким самоанализом занимаемся, да, вот почему, ты сейчас разбираешься в этом всем, но почему ты думаешь, я сейчас не конкретно за тебя, а в целом говорю, почему человек думает, что у него будет все ок в голове, не наводя там порядок? Почему? Ну, он же понимает, что если в комнате не наводить порядок, то в комнате порядка не будет. Ну, пусть он даже будет верить в это. Ну, в какой-то момент он столкнется с тем, что он в комнату зайти не может туда. Правильно? Ну, тут очевидно, понятно. А здесь такие типа вещи в голове, ну, как бы невидимые, да, и не все... Большинство об этом умалчивает. Большинство вообще живет в режиме «все в порядке», а дома ужасы творятся. И вот это мышление, которое магическое я называю, оно приводит к, как я называю, получению опыта, а люди называют срывом, обнулением и так далее. Почему я называю это получением опыта? Потому что если в случае ты возьмешь ситуацию, проанализируешь и поймешь, в чем твоя ошибка была, это я рассказываю в фундаменте, в челлендж 30 дней в трезожниках, проанализируешь это и получишь опыт. Да, вот это оно работает. Но если это ты не проанализируешь и не получишь с этого опыта, тогда можно это называть и срывом, обдулением. Ну, в основном просто люди действительно сорвались, и потом через год-два возвращаются вот в этот режим, в эту точку, когда они могут, ну, точку, они были тут, а потом они вот в этой точке, то есть дном ниже оказываются, и тогда они могут опять попасть плюс-минус в ту же ситуацию, когда они будут способны убрать от себя, то есть вот эти вредные привычки. Скажем, ну, представь, что вот ты каждый раз бежишь, да, к финишу подходишь в какой-то момент, ну, вот если в этой ситуации взять, вот, только ты по спирали вниз бежишь. И вот ты опять подбегаешь к финишу своему, оп, и если тут ничего не понял, пошел на круг ниже. И так далее. Вот. Почему люди получают опыт, как я называю, другие называют срывы и обнуления, и тоже правы, потому что они делают выводы из этого. Потому что, убрав от себя вредные привычки, человек вновь начинает болеть, ему вновь становится плохо. Плохо от того, от чего-то. Он просто поздно лег спать, там, не то съел, погода, еще что-то. И в целом он не следит за здоровьем своим. И если раньше он это не чувствовал человек, по той причине, что просто оно забилось. Ну, плохо, пошел, там, пивка попил, выпил, еще чего-нибудь, закурил и так далее. И просто якобы чувствуешь плохо, потому что перепил, да? То есть, а по факту ты плохо себя чувствуешь, потому что, ну, есть какая-то проблема. Не так сидишь, там, неправильно дышишь, ну, из банального. Больше двигаться нужно. А какое движение, когда в употреблении человеку находится? Вот мне сейчас жизненно важно ходить. Ну, то есть я постоянно хотя бы ну, минимум один раз. 1-2 раза в день я, пожалуй, хожу, бегаю, активничаю как-то. Потому что я понимаю, если я не активничаю, мне становится как-то не по себе, мысли абсолютно другие и тому подобное. А человек, который в употреблении находится, так это, ну, по сути, ты сидишь и гробишь свое здоровье, а плохо тебе, ты даже не понимаешь, что такое плохо для тебя, это абсолютно по-другому. Поэтому человек с собой начинает знакомиться по новой. И если он не понимает, если рядом нету людей, которые объяснят ему, подскажут, что это нормально. Это нормально, когда ты сейчас... Вот недавно буквально в чате мы переписывались, девушка написала, мне кажется, там у меня синдром отмены или что-то в таком стиле будет, переживаю, потому что боюсь, что в ближайшее время может случиться со мной, я боюсь, как я буду себя там плохо чувствовать. А да нет там синдрома отмены уже нет, он там идет в период там определенный, первый, все, дальше не будет. А человеку станет плохо, он подумает, что это какой-то там синдром отмены, потому что где-то ему что-то как-то рассказали, человек не понял, он скажет, так это синдром отмены, не разберется в ситуации, и как-то оно забудется, и все, и в этом синдром отмены будет жить там долго, пока это все не закончится дальнейшим продолжением потребления. А если человек понимает, что проблемы нужно не клишевать, да, то, что я вот учу, мы не клишуем проблемы, мы проблемы решаем.
Тебе плохо, на чекап в больничку, к врачу. Не доверяешь этому врачу, к следующему врачу. К одному, ко второму, третьему сходили. Все, нашли для себя своего врача, и все. И раз в годик ходим на чекап. Для женщин, там, по-моему, раз в полгода. Ну, хотя бы раз в год, друзья. Хотя бы раз в год. Реально надо. Потому что, когда ты понимаешь, когда ты убрал от себя ненужное, ты понимаешь, так жизнь только начинается. И ой, как не хочется заканчивать эту жизнь, когда она только начинается. И тогда ты начинаешь так, ага, вот эта болячка может развиться, если я буду себя таким образом определенным вести. Друзья, ну мы все знаем, к сожалению, мы сталкивались так или иначе с тем, когда возникает смертельная болезнь. Ну давайте мы без этого будем. Давайте постараемся сделать так, чтобы как минимум это отодвинуть подальше, ну и сделать все возможное, чтобы этого не было. Лучше в зародыше сейчас убрать, чем потом всю жизнь тратить. Лучше эти деньги в капитал свой вложить, и которые тратишь потом на здоровье, на лечение той болезни, и то если будут эти деньги. В зародыше. Вот если есть в семье, в поколениях где-то какие-то болезни, нужно, ну, особенно после 40 лет, 40 плюс лет, значит, за этим очень осторожно следить, чтобы не начало разбиваться. И врачи это нормально, врачи это хорошо. Опять же, если не все, не все, есть, которые наживаются, ну, это как в любом деле, это как в любой сфере, есть хорошие, есть не очень, поэтому, чтобы не стать заложником какого-то врача, скажем, потому что не жил он за счет твоих рецептиков, которые он будет тебе выписывать. Поэтому не доверяешь этому, сходи к другому, к третьему, к четвертому, найди своего, так, чтобы было комфортно тебе, и чтобы он тебя вел. Просто, да, был твой врач, когда плохо стало, он знает твою историю болезни, он тебе дал какие-то таблеточки. Не самолечение, друзья, вот это прекращайте. Самолечение даже в сообществе трезожники просто запрещено, какое-то рекомендация медикаментозная. Кто ты пишешь вообще? Откуда я знаю, кто ты пишешь? Даже если ты до этого хорошая история твоих сообщений хорошая. Может, ты сейчас посоветуешь какую-то ерунду, а там человеку плохо от этого станет. Нельзя. Вот эти вот штуки, типа как там любили наши родители, да, и дедушки, бабушки, плохо, значит, надо что-то там, какую-то там таблетку, которая помогает от всего. Не надо этого делать. Здоровьем занимаемся. И в трезожниках, особенно вот на начальном этапе, так есть там задания, поход по врачам, к стоматологу в первую очередь. Почему за стоматолога? Потому что это в первую очередь сразу видно. По улыбке, по зубам, да, ты, не в смысле другим тоже, понятно, видно, а тебе видно. Ты сразу видишь по себе, вот и мои изменения настали. Вот там вставили зуб перестал болеть, и еще что-то. В плане, ты видишь в себе изменения. Самое важное на начальном этапе изменения. Поэтому отказ от алкоголя – это не панацея к успеху, но это важная составляющая. Очень интересно, вот посмотрите сначала это видео, потом посмотрите видео, которое я записывал 3 года назад. Что там? Ну, я думаю, что плюс-минус, наверное, то же самое, но все равно интересно. Будет, думаю, вам. Вот. Не панацея к успеху, но одна из важнейших составляющих, благодаря чему ты сможешь достигнуть того или иного. Знаешь, я даже об этом не задумывался на самом деле, но вот в сообществе пишут ребята, что я как-то даже не подумал об этом, но по факту оно так и есть, да, что тут в данном случае, вот если взять мой метод, то мы тут убираем вредные привычки достижением цели. То есть нет вот этой идеи, вот ты какой-то не такой, плохой, там, зависимый. Вот этой штуки вообще у меня нету. Ну, я не считаю это правильным. В моем случае. Может, не всем это и подходит. Да, но в моем случае я не про жертв, я про личности, которые достигают цели, поставленные цели. Почему про достижение цели? Потому что ты становишься сильнее, потому что ты строишь жизнь своей мечты. Жизнь своей мечты – это когда та картинка в голове, которая у тебя сформировалась когда-то, ты ее воплощаешь в жизнь. Вот при достижении этой картинки у тебя уже будет сформирована в голове новая
Ну, вот так. Новая картинка, к которой ты будешь дальше стремиться достигнуть ее. И так это через позитив, это через приобретение, это не то, что ты там обязан ходить на какие-то там наши заседания или еще что-то. Нет, я вообще говорю, друзья, смотрите, ситуация очень простая. Вы приходите в трезожники для того, чтобы сейчас получить фундамент, научиться жить вот по новой, и все, и до свидания, ребята. Ходите хоть всю жизнь, будьте в этом сообществе, но я рекомендую вот буквально пару месяцев и давайте в жизнь, живите жизнь. Вот, потому что, ну, что там делать, что там постоянно сидеть, там нечего делать. Ну, что ты будешь обсасывать одно и то же. Не нужно этого делать. Это уже больше там про вечно бросающих, которые тоже имеют место быть. Это тоже нормально, но, ну, типа, это не про продуктивность для меня. Это про зацикленный круг, который, ох, как я их много раз накручивал, но не хочу видеть в своей жизни. Поэтому отказ от алкоголя не панацея к успеху. Этот урок мы засвоили еще, получается, 3 года назад, и вот после 5 с чем-то лет я подтверждаю факт. Так, друзья, 8-й у нас урок – это люди боятся собственного успеха. Зона комфорта – это зло, а алкоголь – это топливо для зоны комфорта. Да, люди боятся собственного успеха точно так же, как и боятся проиграть. Особенно сейчас, то есть я и, получается, тогда это заметил, а особенно сейчас я начинаю видеть, как люди начинают останавливаться, то есть они шли, ну, там, плюс-минус мои ровесники, и сейчас начинают ступориться. И я просто понимаю, что дальше они будут сыпаться. Боятся, уже есть что терять, уже боятся терять, уже... Знаешь, вот что, бояться собственного успеха, что это значит? Сейчас для меня. Не знаю, что это, да, было значило, но сейчас для меня это... Вот я такой успешный сейчас. В чем-то там, в том или ином, это чисто субъективно для одного человека, каждого, да, для каждого. Вот я такой успешный в этой сфере, но если я сейчас предприму вот это, то люди увидят, что я не такой успешный. И это страшно людям. И поэтому они, собственно, и боятся вот этого собственного успеха. С одной стороны так, а с другой стороны в реальности боятся, что что-то поменяется, пусть и в лучшую сторону, и это тоже надо будет что-то менять в своей жизни. То есть человек будет говорить, да-да-да, хочу миллион, и никогда не стать миллионером, и никогда не приблизиться даже к этому, потому что у него тогда пропадет смысл. Вот, и пока он этого не достиг, это у него есть смысл в жизни, да? Он будет рассказывать, я там, если бы якобы мне вот это бы дали, я бы так смог бы раскрутиться, вот у меня были бы другие условия, я бы этого достиг. И, ну, это его правда. Но дать бы ему вот это, то, чему ему не хватает, он бы, может, сделал бы в разы меньше, чем сделал сейчас. И я тогда еще заметил, даже не 3 года назад, а еще давным-давно, когда я для себя принял решение, даже более 5 лет тому назад, принял решение, что надо что-то поменять в своей жизни, я понял, что я начинаю как-то грузнуть, буксовать начинаю, потому что мне как-то... Да вообще, что-то не хочется вообще ничего менять в своей жизни. Сил нету. Ну да, сил нету, согласен. Оно и так нормально, а зачем что-то еще? Но, конечно же, внутри сидит вот это вот желание чего-то добиться, а оно выливается в разговоры. Я с тех пор не люблю пустые разговоры. Не люблю. Я за всю свою жизнь я видел очень и наслушался этого всего очень сильно, очень много, до такой степени, что я просто, для меня это как бы непереносимо, когда
общаемся, и я понимаю, что эти слова не подкреплены ничем. То есть человек будет и завтра общаться, и послезавтра общаться. Он будет всю жизнь рассказывать о том, что что-то как сделает, и все. И вот это на этом... И это бедность, это бедное мышление от того, что как бы что-то хочется поменять, но сделать для этого больше, чем вот это, нет. И то, что сжигает вот эту вот силу к этому действию, к вот этому вот рывку, вот это вот и есть тоже вот эти вот привычки все вредные. То есть ты посмотришь на свою жизнь, и ты сейчас поймешь, где, в какой сфере, в каком направлении у тебя есть вот эти вот черные дыры. Это может быть диван перед телевизором, это может быть какая-то там, не знаю, пища не та, да, поела, вроде сейчас хотелось что-то сделать, поел там какие-то, какую-то заразу, все, не хочется уже, потому что вроде бы вся энергия пошла не в ту сторону. Это такие, скажем, я бы не называл это мелочи, тут все важно, тут все эти составляющие, они важны, а когда они в комплексе, это вообще прекрасно. Вот, и люди боятся собственного успеха, зона комфорта – это зло, а алкоголь – это топливо для зоны комфорта. Прям прикольная мысль, действительно, что алкоголь – это топливо для зоны комфорта. Это прям, знаешь, как какая-то... это помимо топлива, это какая-то еще осада такая, знаешь, какие-то стены там каменные, которые вот с каждым там приемом эта стена закладывается выше и выше и выше. И ты же как, да? Кто как, но я вот вспоминаю, как у меня было. Ты уже улетаешь в такие мысли, там свои, там вот завтра, там, или надо сделать то-то, 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 то-то. Просыпаешься на следующий день, есть головная боль, есть проблемы какие-то, а вот этой силы, энергии, ее нет уже. То есть, когда ты, получается, пьяный или под веществами какими-то, то у тебя есть эта энергия, но ты сделать с ней ничего не можешь. Ты говоришь там что-то, а люди не слышат тебя, потому что ты просто... ни дикции, ничего нет, да? Вот. Да и вообще неприятно с тобой. Я, кстати, когда думал, что... Когда я употреблял, я думал, что как-то я там не полюсь, там, жвачку, когда съел, еще что-то. Я вот недавно заходил в подъезд, а передо мной прошел, тип, я не знаю, сколько он пил, не пил, то, что пил, то точно, просто такой шлейф. То есть человек прошел, и уже какой-то период, там, может, минута прошла, за ним такой шлейф стоит, еще и мятные конфеты. То есть человек съел мятную конфету, понимая того, что он он уже хряпнул, а теперь можно конфеты заесть, и не будет ничего видно, она его обнуляет. Представляешь, у тебя столько, уверен, историй есть, когда ты думаешь, я самый умный, я сейчас как придумаю, как сейчас сделаю, какую-то там напьюсь, и потом что-нибудь сделаю такое, что я буду умнее, чем тот. Люди все видят. И сейчас я на 2-м этаже живу. И когда там бывают окна открыты, человек просто проходит. Сигареты даже не под окнами, а где-то проходит, я слышу запах этот. Вонючей этой сигареты. То есть, мало того, что обоняние, да, вкусы возвращаются, запах ты начинаешь чувствовать. Это просто невыносимо. Да и в целом, когда ты... Все употребляющие люди, ты сразу понимаешь, я уже даже могу рассказать, кто что употребляет, да? Кто чисто курит, кто там чисто пьет, кто курит и пьет, и так далее, в общем. Оно видно, оно понятно сразу. Не знаю, могу ли я сказать свой невооруженный взгляд, да, наверное, уже вооруженный опытом предыдущим. Поэтому да. Люди боятся и собственного успеха, и зона комфорта – это зло, и алкоголь – это топливо для зоны комфорта. Да, друзья, это действительно так. И чтобы выйти из этого,
не факт, что, опять же, тоже, я не хочу, чтобы это превратилось, знаешь, в режим достигателя, такой, ты должен достигать постоянно в чего-то. Нет. Даже когда ты бездействуешь, иногда это полезнее, чем действие. Но если ты понимаешь, что это в рамках твоей жизни правильно, в рамках той жизни, к которой стремишься, значит, надо так и делать. Ну, типа, бездействовать. Особенно для инвестора, лучшее действие – это бездействие. Это, друзья, я на себе прочувствовал абсолютно точно. И это не означает, что сейчас ты уберешь от себя все, поубираешь что-то лишнее, ненужное, и ты сейчас будешь фигачить постоянно, каждый день по 100-500 целей добиваться. Нет. И я не топлю за то, что нужно именно так делать. Это тоже неправильно. Когда превращается в твою жизнь постоянное достигательство, и ты просто живешь от одной цели до другой цели, и эти цели не имеют смысла для тебя никакого. Я тоже так жил, и тоже это неправильно. Но когда ты понимаешь себя, задаешь себе вопрос, кто ты, что ты, для чего тебе это все нужно, зачем это все, у тебя рисуется картинка, понимание того, что тебе надо в твоей жизни. Не так, когда ты в той жизни, что придет, то и будет, а когда ты уже определяешь, что нужно, а что не нужно. И там, может, тебе и успех этот не нужен, может, у тебя другие ценности. Ну, я просто тут в данном контексте успех, это не означает финансовый успех, это означает то, что тебе нравится, то, что ты любишь, то, что тебе прикольно, то, что тебе комфортно. Вот так вот, ты понимаешь? Я чувствую себя счастливым. Вот это вот самое главное. Не деньги. Деньги не делают тебя более счастливым. Деньги дают тебе безопасность. Деньги – это инструмент, а не самоцель, знаешь, вот типа такого. Но люди боятся достигнуть даже так, люди боятся достигнуть той планки, о которой они мечтают, просто боятся, потому что у них пропадет эта цель. Вот. Но когда ты убрал от себя все лишнее, у тебя нет вот этих гири на ноге, тебя ничего не притягивает вниз, ты не тянет ненужное, то ты придешь туда, может, оно и тебе и не нужно. Может, ты мечтаешь там, скажем, о двухэтажном доме, там где-то в лесу, ну, поживешь там, оно какое-то не такое. И два этажа это бегать туда-обратно, может, оно тебе и не надо. Потом думаешь, в старости вот это, там, туда-сюда подниматься 300 лет, может, мне там маленькая квартирка нужна, ну, в хорошем районе, там, с определенными условиями. То есть я о том, что ты в конечном итоге приходишь к тому, что начинаешь перебирать, что тебе нравится больше, для того, чтобы повышать свой уровень комфорта, уровень своей жизни, уровень жизни окружения твоего, вот так далее. То есть не следует здесь бояться, и вот уборка вот этих ненужных вещей с твоей жизни, она только даст тебе возможность приблизиться к своим заветным целям, заветным мечтам, которые ты перепробуешь. То нравится, то не нравится. Едем далее. Вау, классная мысль. Прям действительно. Трезвость для таланта – это как удобрение для растения. Вообще кайф. Это в противовес тому, что талантливым людям надо пить, курить, потому что они по-другому видят мир, и им это все и так далее. Как я уже говорил, как бред собачий. Вот так это все выглядит и по факту является. Потому что я считаю, мы все талантливые, без исключения. Просто одни умеют этим распоряжаться, а другие просто не научились. Но талант у нас у всех есть. И просто надо пробовать для того, чтобы найти вот именно то, что тебя будет отличать, тебя будет кайфовать, ты будешь кайфовать от этого. Это просто надо попробовать разные вещи. Послушать себя, почувствовать себя. А трезвый образ жизни, он очень помогает. Он даже не то, что помогает, это фундамент для твоего таланта. Потому что ты понимаешь, хорошо, окей, сейчас вот просто я беру, что такое талант, как его почувствовать. Ты вот смотри, ты сидишь, и тебе скучно. Уже фильмы все пересмотрел, там сериалы, все скучно. И вот тут начинается самое крутое, тут начинается магия.
тут ты начинаешь, а сделать мне вот это. То есть скучать – это круто, скучать – это хорошо. Не думай, что это плохо. По факту для творческой личности, а все мы творческие, скучать нужно. Нудьговато. Вот это прям очень важно. Когда ты сидишь и думаешь, чем себя занять, чем, что все перепробовал, уже ничего не хочется. И тут начинается самое интересное. Тут ты думаешь, напишу стих или возьму там что-то сошью, да, или напишу там песню, музыку поиграю, или сидишь, думаешь, блин, вот я с детства помню, вот мне нравилось вот это вот, классно было, и такой, надо купить эту штуку, я не знаю, гитару купить и просто поиграть. А ты, сейчас нету, допустим, возможности, ну, ты понимаешь, все, у тебя уже цель написана, гитара, дешевенькая, простенькая. И в какой-то момент у тебя подработочка какая-то, и ты покупаешь эту гитару, садишься на нее, и такой брынь, и начинаешь кайфовать. Классно, прям вообще. И понимаешь, что вау, вот это оно. И начинает даже не получаться, просто пробы. Что же самое главное не то, чтобы другим это понравилось, самое главное, чтобы это понравилось тебе. А потом, если тебе будет нравиться тебе, наступит период, наступит момент, когда это начнет нравиться и другим. И потом тебе скажут, у тебя талант, а вы его просто нашли. Ви сиділи, нудьгували и знайшли. Оп, класс. Вот так это и работает. Вот просто потому, что скучно стало, потому что думаешь, чем бы еще себя занять. И тут начинает вылазить из твоего подсознания вот эти твои вещи, которые действительно начинают тебя развивать. А люди боятся этого, люди, знаешь, вот скуку воспринимают как что-то, как ужасное. То есть надо сделать все, что угодно. Надо сейчас пойти поиграть в ставки, надо там напиться, надо пойти подраться с кем-то, еще что-нибудь. Как раз, в действительности происходит тогда, когда человеку скучно. И он под воздействием каких-то там алкоголя, наркотиков и тому подобное. А сейчас, когда убираешь это все, ты садишься и ты начинаешь слышать себя. И, понятное дело, будет какой-то период, когда там будет просто какая-то, что попало, да, какой-то сумбур происходить. Но в какой-то момент ты начнешь слышать себя. Вот то, о чем я говорю, транслирую, что самое важное – это услышать собственное «я», тебя, что ты себя чувствуешь, слышишь себя, вот ты себя трогаешь, вот это ты есть, вот ты сейчас слушаешь, да, смотришь, мысли какие-то у тебя рисуются. Там я говорю часто, вы когда начинаете смотреть мои видео, берите блокнотик, ручку и начинайте писать. Просто рисуйте что-нибудь для того, чтобы в какой-то момент там что-то может и нарисоваться, написаться, что-то интересное, важное для вас. Потому что это вы. Вот тогда вы не напрягаете там мозги, не сидите, не пытаетесь там соответствовать чему-то, там, потому что кто-то что-то подумает, а потому что это вы, вот вы настоящие. И как тут звучит фраза, трезвость для таланта – это как удобрение для растения. Я бы даже сказал, это как почва для растения. Более того. Потому что это основа та, где ты можешь себя услышать, можешь этому придать значение. Вот знаешь, как в детстве, когда ты что-то говоришь, а там от тебя отмахиваются. Это ерунда. То есть сейчас ты уже вырос, и сейчас ты от себя начинаешь отмахиваться. Да, что ты там, да, какой футбол, да, какой волейбол, да, какой бассейн, да, еще и так далее. И не делай так. То есть вот вы слышите себя, да, вот услышьте себя, дайте себе то, что вы хотите. Пусть это будет ерунда, пусть будет какая-то фигня. Чупа-чупс там купите себе. Но вы хотите этого, подарите себе это. Потому что это вы, потому что это для вас. И это важно. Ты же не представляешь, какие начинаются открытия после того, как ты закрываешь какие-то гештальты.
с детства еще, которые тянутся. То есть ты там хочешь чего-то, тебе там всю жизнь не разрешали, ты возьми себе разреши. А пусть ты один раз воспользуешься этим, но ты запомнишь, что вот ты это сделал, и все, и дальше оно за тобой не будет гоняться. Там всю жизнь там хотел чего-то, ну, какую-то штуку. Да, пожалуйста, купи ее себе. Сколько там той жизни, по факту, если так взять. И постоянно себе отказывать. Ради чего отказывать? Ради там, ради там близких, ради кого-то. Ну, это не работает все. Это ты хуже делаешь себе, хуже делаешь им. И то есть ты, ну, как это работает? Ты в хорошем если ты в хорошем настроении, хорошо всем вокруг тебя. Ты в плохом настроении, ты сделаешь все, чтобы было плохо у них. Ты будешь козни строить какие-то там, ходить с кислым лицом и так далее. Но когда ты кайфуешь от своей деятельности, от того, что ты можешь себе позволить, понимаешь, я говорю о простых вещах, потому что тут в действительности все о простом. Ты хочешь себе какую-то шапку, кепку какую-то там, шарф какой-то. Не потому что это по маркетингу так надо, да, потому что нам надо iPhone, потому что у всех iPhone, я хочу iPhone, мне надо iPhone. Потому что он тебе не нужен. Зачем тебе нужен? Может, тебе там надо вообще... Ты знаешь, что тебе нужно. Не знаешь, пожалуйста, посиди, вот, попиши листик бумаги, напишешь себе, нарисуешь. Что-то захотел, пошел, реализовал, сделал. Все. И у тебя энергия появляется после этого. Потому что ты начинаешь доверять себе. Откуда будет энергия, когда ты все от себя забираешь? Вот ты сейчас чего-то хочешь, ты скажешь «нет». Вот потом это сделаю, но сейчас я сделаю вот то-то, тому-то, потому что так. Ну, как там, знаешь, родители там все детям, а дети потом это не ценят, а родители мучаются от того, что они не ценят, потому что родители должны о себе думать тоже. Счастливые родители, счастливые дети. Вот я понимаю, что если я буду в плохом настроении, будет всем плохо. Если буду там чем-то недоволен, я сделаю, я просто себя знаю, я сделаю так, чтобы будет другим плохо. Но я знаю, что мне не надо допускать этого. А как мне этого не допускать? Значит, надо просто слышать себя и делать то, что мне нужно. Я понимаю, что есть вещи, которые, если я себе не дам, то я в разы больше потрачу. Как я тебе приводил пример с этим. В начале видео рассказывал о том, что... Или я уже запутался. Ну, вроде, если не рассказывал, в общем, когда я не платил себе деньги в бизнесе своем, я себе не платил деньги. То есть я платил за работу одним, вторым, третьим, поставщикам, пятое, десятое. Себе я не оставлял ничего. То есть у меня не было понятия такое, как зарплата. Потому что, ну, как я вроде там предприниматель и так далее, ну, какую мне зарплату? Ну, это все мое. А за счет того, что я не давал себе возможность отдохнуть, там, какой-то даже телефон купить, какой-то ноутбук или еще что-то, то наступали моменты, когда я просто сливал, как на друзей, там, на тусовки, гулянки, такие деньги, которые я потом садился и думаю, о, стоп, так дальше не следует делать. И я тратил в разы, ну, то есть, реально даже не знаю, может, ну, короче, очень много денег, просто из-за того, что я тогда себе не позволил что-то. Я помню, заканчивал один проект, я себе пообещал, если у меня вдруг удастся реализовать этот проект, я вот так вот собираюсь, снимаю дом в лесу на 2 суток. А для меня казалось тогда это нереальным. Снимаю на 2 суток и просто отдыхаю. Вот так, дневничок, ручка. Это еще задолго до того, как я убрал от себя. Я реализовываю проект, мне удается это, но что я хотел это, но я себе это не даю. И я потом на протяжении недели тупо пью, тусуюсь. Просто я сливаю все деньги, я не отдохнул, не расслабился, ничего, слил кучу денег. И я потом сижу такой, думаю, надо было дом поехать все-таки, арендовать себе дом, то, что я хотел, возле речечки спокойно. Это я тогда усвоил этот урок, что себе нужно в первую очередь. Я знаю, как себе очень сложно дарить что-то. Очень тяжело. Ну,
по всей видимости, потому что нас так учили, да, это все это советское хероборина. Вот. Наверное, так, потому что наших родителей так учили, ну и так далее. Ну, в общем, долго в этом разбираться смысла нет. Проще это все так делать, реализовывать. Ну, ладно, надо разбираться, согласен. Но в первую очередь заботимся о себе. Не можешь позаботиться о себе, не сможешь позаботиться о других. Очень важно. Трезвость для таланта – это как Тут мы уже усовершенствуем, да, получается. Это было как удобрение для растения. Тут мы назовем как земля, как почва, как фундамент для растения. Движемся дальше. Так, друзья, а 10-й урок – это в трезвость высокий порог входа и низкий порог выхода. Тут уже, исходя из 5 лет плюс, и наблюдению. То есть я не просто так, что я убрал и чисто по себе ориентируюсь, а я еще по сотням историй, ну, минимум сотням историй могу сказать, делаю выводы вот, за 5 плюс лет. То есть, что имеется в виду? Значит, попасть в трезвость достаточно сложно. Удержаться там. И те люди, которые попадают туда, мало людей, реально, которые попали, то есть не то, что там 2 дня не употреблялось, да, или там 3, 4, 5 дней, тот, кто реально прочувствовал это все, то достаточно мало людей, которые возвращаются обратно. Вот, типа осознанно возвращаются обратно. Я не беру истории, когда человека закодировали, насильно, понимаешь, насильно там подшили и сказали. Я считаю, что в таком случае ситуации разные бывают, понимаю. И тут невозможно найти какую-то панацею вот так, чтобы все и для всех, если бы было бы так, оно бы уже так бы работало. Но в данном случае, когда человека, скажем, закодировали, подшили насильно, не по его решению, он не хочет этого, ему нравится это все, у него сладкую конфету забрали, он дождется год, сколько там будет действовать эта прошивка, как они там называются, он вернется спустя время и с большим рвением, с большими усилиями он наверстает это все. Но те, кто в действительности поняли, как это все работает, разложили по полочкам, то есть тут, знаешь, как понять, можно это все еще, вот то, что я транслирую, но тут важно, чтобы еще ты жить так начал, то просто смысла нету возвращаться обратно. Ну, что я транслирую? Я транслирую, что ты формируешь свою жизнь так, как тебе нравится. Ты формируешь в своей жизни лучшее, оставляешь худшее, убираешь. Ты в свою жизнь пускаешь только то, что ты хочешь. И, по сути, ты не убираешь от себя радость, счастье. Ты, наоборот, даешь истинному счастью, истинной радости быть в твоей жизни. Как раз-таки путем того, что ты убираешь от себя вот это вот ненужное. Но если считаешь, что тебе это нужно, тогда просто не о чем говорить. Ну, реально не о чем говорить. Ну, какой смысл мучить человека? То есть, если его смысл жизни заключается в том, чтобы употреблять, ему нравится, ему кайфово, он вообще не понимает, в чем проблема. И никому это не вредит, да пожалуйста. Кто я такой, и что вообще... Я вообще даже не буду об этом думать, чтобы там разбираться, чтобы как-то человеку убирать, наставлять, рассказывать, вот ты неправильно живешь и так далее. К счастью, я это в себе выявил и понял, что неправильно так делать, мне неправильно так делать, рассказывать, и вообще всем рекомендую не тратить на это силы. Во-первых, нас не просят это делать, да? Если к нам пришли, к нам обратились. Почему, кстати, я в трезожнике сделал вход платным? Потому что, когда бесплатно, это не имеет цены. И порог входа, он вообще никакущий, то есть очень легкий. И тогда я очень много энергии трачу на ненужное. Ни тому человеку ненужное, ни мне ненужное. Но когда человек осознанно решил, что ему нужно убрать от себя вредные привычки, и он платит свою цену за это, входит, тогда я понимаю его настрой. Тогда я понимаю, что он свой выбор сделал, и не так же просто попасть на самом деле. Я не беру с улицы. То есть мне часто люди пишут, типа, я хочу, чтобы мой друг убрал
типа, можно я его добавлю? Я говорю, нет, ребята, нельзя так. То есть ты можешь другу отправить там, или другу, подруге, там, мужу, жене, мое видео. Если его зацепит, то значит это для него. Если не зацепит, ну не надо ему мучать жизнь. Ну, представь, сейчас ему кто-то расскажет, это то, что работает для тебя, для него не будет работать. Для другого человека. Это нормально. И, кстати, вот ходить рассказывать, как жить другим, зачастую это из-за того, что по какой-то причине какой-то стоит ступор внутри заниматься своей жизнью. Страх успеха того же самого и тому подобное. Ну, когда человек занимается своей жизнью, ему просто он других жизней как бы в разрезе пойти что-то вот так залезть и рассказать в жизни, знаешь, у него нет времени на это. Потому что у него один проект, второй проект, там отдых, там еще что-нибудь, какие-то вещи. То есть у него на себя времени не хватает. А тут еще ходить, рассказывать кому-то, что оно не нужно. Плюс не уводить человека от его пути. То есть не все люди должны быть какими-то такими, как ты представляешь. Ты думаешь, да, там люди должны быть, к примеру, счастливые или успешные и тому подобное. Ну, счастливые, то согласен, да, в целом все мы хотим быть счастливыми, но счастье для всех разное. Для кого-то счастье это будет там, ну, какая-то безопасность, для кого-то это будет там, машина какая-то, да, для кого-то еще. Ну, то есть это все разное, по-разному, и это не просто так формируются разные аудитории, да. Есть аудитория, которой нравятся определенные вещи. Есть определенная аудитория, которой категорически не нравятся такие вещи. Мы все разные и тому подобное. И поэтому это к тому, что не стоит ходить рассказывать, кому что делать, нужно делать самому. Фокус на себя. На себя. То есть не вне, а в себя. Вот это вот важно. Потому что, во-первых, тебя не просят, ты тратишь лишнюю энергию, сам расстраиваешься, я же тебе столько всего советую, а ты ничего не делаешь, ты себе должен советовать. Это, я считаю, это плохое мышление, в плане того, что это для тебя негативное мышление, потому что ты теряешь в этот момент. То есть кому-то для тебя будет это что-то очень серьезное, а кто-то это не оценит. Это будет тебя расстраивать, будет убивать тебе мотивацию достигать эту цель. Ты придешь к этой цели через годы, через 2, но ты будешь терять время за счет этого. Вот. Тем более не стоит уводить человека со своего пути. Он пойдет, совершит какую-то ошибку, и эта ошибка приведет ему к чему-то. Вот ты, допустим, сейчас смотришь, и у тебя есть определенные ошибки, которые вы выявили для себя. И благодаря этому сейчас формируется новая жизнь, да? Новый подход, новое понимание благодаря той ошибке. Не была бы совершена та ошибка, сейчас бы не было бы предмета для общения, и так бы это не заходило бы тебе, как, к примеру, может быть сейчас. И порог выхода из трезвости, в моем представлении, ну, я считаю, если человек действительно понимает, что это его жизнь, то, ну, тут уже больше, наверное, скажем, я даже не знаю, что может произойти, если человек понимает, что это заберет у него его лучшую жизнь. То есть наверняка это что-то будет такое мощное, что просто ну, там вольют в него, и то, влили, типа, как бы, и то надо постараться, согласись еще для этого. Ну, в общем, я считаю, это определенный склад ума для людей, которые убирают от себя вредные привычки. Не всем суждено, опять же, не всем суждено стать космонавтами. Просто не все. Кому-то это вообще не нужно. Кто-то никогда об этом даже не задумается. В этом и сила человечества, то, что мы все разные, и мы по-разному видим этот мир, но благодаря этому у нас есть там сапоги, потому что есть сапожник, да, есть компьютер, потому что есть тот, кто создал этот компьютер, и так далее. Есть у тебя таланты, которые ты вот сейчас там будешь реализовывать, и человек будут получать от тебя ценность люди. Вообще, относительно ценности, друзья, когда ты предоставляешь людям ценность,
это к тому же парадоксу, когда ты отдаешь, ты получаешь. И это тоже напрямую связано, потому что ты настраиваешься на режим, знаешь, как солнце. Оно отдает, да, вот постоянно отдает и не угасает. Вот ты настраиваешься на такой режим, когда ты распыляешь энергию. Да, тебе нужны будут периоды обязательно, когда ты должно место быть. Место, личное пространство, твое место, где ты будешь наполняться этой энергией, где будешь восстанавливаться, потому что ты не можешь постоянно отдавать, тебе нужно откуда-то это брать. Но я к тому говорю, что ты в итоге придешь к той жизни, в которой ты начнешь больше отдавать, чем потреблять. Вот так. И эта жизнь, она направлена на то, что ты в конечном счете, так или иначе, начнешь получать в своей жизни фидбэки от жизни, знаешь, позитивные, и начнешь получать больше заработка. И к таким люди тянутся. Тянутся, конечно, и те, которые хотят на этом нагреться, но на дистанции все равно такие люди отпадают, потому что, раз он тебя обманул, 2 обманул, на 3-й раз ты просто уже поймешь, что следует как-то по-другому, да? Как там, 1 раз случайность, 2-й раз совпадение, а 3-й раз закономерность. Ты на какой-то из разов поймешь, что этот человек тебе не нужен в твоей жизни, следует, либо нужен, но на определенной дистанции. И вообще ты поймешь, что такое дистанция, как дистанцироваться от кого-то. Может, ты и сейчас это понимаешь, но ты начнешь лучше это понимать, потому что твои личные границы, ты начнешь как минимум задумываться об этом, о личных границах. И в конечном счете это неминуемо, ты придешь к тому, что у тебя появится и понимание личного пространства, понимание личных границ. На канале есть все об этом, пожалуйста, посмотри. И это все будет способствовать тому, что так, у меня нету энергии, что делаем? Все, идем в свое личное пространство, набираемся энергии. Чтобы не терять энергию, значит, не нужно вокруг себя окружать себя определенным типов людей. Чтобы там, то есть у тебя начнут возникать такие базовые внутренние ответы на подобного рода вопросы. То есть ты просто начнешь, как, скажем, доверять своей интуиции. Интуиция, по сути, это как нейросеть. Вот как сейчас там чат GPT, да, и тому подобное. Вот твоя интуиция – это нейросеть. По сути, твоя интуиция не работает до тех пор, пока у тебя нету опыта. К примеру, ты входишь в какую-то профессию, вот лет 10 ты в этой профессии, 5-10 лет получаешь опыт, дальше ты можешь опираться на эту интуицию свою, как на нейросеть. Она тебе сразу генерирует какие-то ответы, какие-то подсказки, вот ты начинаешь этому доверять. Если это, скажем, у тебя опыта в определенной там теме нету, то в данном случае твоя интуиция будет работать слабенько, потому что слабенькая еще не настроена нейросеть в этом плане. Вот, ты начнешь доверять своей интуиции, начнешь слышать себя, слышать свое «я». Это типа, работа ли это? Нет, это не надо сидеть так, себя мучать, так, что я чувствую и так далее, надо почувствовать и тому подобное. Нет, это все происходит в режиме, в реал-тайме. Просто ты не игнорируешь это. Какие мысли, когда ты после пьянки или после еще чего-то, какие-то мысли, ты там выжить. То есть ты более-менее начинаешь просто слышать себя, не знаю, там на следующий день, скажем, да, если опять же не повторяешь вот эти все действия. И в чем вообще смысл этого всего, да? Давай подведем итоги. Вот мы уже 10 уроков, кстати, 10 это последний был урок. В чем вообще смысл? Для чего это все? А для того, чтобы вы пришли к настоящему себе. Себя услышали и начали жить своей жизнью. Не то, что кто-то рассказывает, как нужно. Не соответствовать там этому Инстаграму, там какому-то Телеграму, еще чему-то. Не этому соответствовать. Это вообще настроено против тебя. Это будет тебе объяснять, почему ты не такой, не такая и тому подобное. Это все фейки, это все не настоящее.
ну, как Инстаграм, да, оно показывает того, чего не существует. Там человек грустный показывает, как он улыбается, человек бедный показывает, какой он богатый и так далее. То есть, ну, типа, это так не работает. Если ты попробуешь жить по тому Инстаграму, ну, ничего хорошего не жди. Но тут ты начнешь вот такой, берешь дневничок и в дневничке пишешь, анализируешь. А как анализировать? Вот просто берешь ситуацию и начинаешь... Ну, кстати, это все в трезожниках есть. В трезожнике методе там ты получаешь и 20 вопросов, на которые ты еженедельно отвечаешь. Там ты получаешь и на 14-й день это поиск сильных сторон, где ты просто ведешь каждый день дневник, отвечаешь на одни и те же вопросы. По итогу ты придешь к тому, что ты любишь, что ты не любишь, чисто проанализировав, написав, потом прочитав, потом недельку прочитаешь, посмотришь, так, оказывается, я тут теряю время, тут я приобретаю, то это мне нравится, это мне не нравится, вот это я люблю, а вот тут мне захотелось что-то там спеть, станцевать, ну, что-то. А это и есть вот уже поиск твоих сильных сторон. То есть я к тому, что это все методика, это все к этому приходишь, шаг за шагом. Я в самом начале сразу говорю, не выдумывай велосипед, он уже придуман. Не думай, что ты особенный в этом плане. Ты особенный, безусловно, вы особенные, но не в этом. Это как я вначале сказал, как сходить за хлебом. Ну, ты знаешь, что для того, чтобы пойти за хлебом, нужно прямо налево, там, то-то, все, там какая-то будет злая собака еще. То есть как это все пообходить так, чтобы принести и хлеб целый, и самому прийти. Это методика твоя, да, как туда сходить. Я просто на банальных вещах рассказываю, чтобы было понятно, чтобы не было такое методика, это что-то такое там эфемерно, непонятно. Путь, это путь. Точка А, точка Б. Все. Ты заходишь в трезорники. Точка А – это там, где ты находишься. Это важно, это фундаментально, это где ты находишься, к чему ты ходишь. Точка Б – это куда ты хочешь попасть. Вот это путь. Точка А, точка Б – твой путь. Все. Для того, чтобы прийти к себе настоящему, чтобы кайфовать от того, что в твоей жизни. Я тебе скажу, что когда ты это достигнешь, для тебя это будет очень понятно все, очень понятно. Сейчас ты, может, где-то потерян, вы потерянные, не понимаете, может быть, но вы придете к тому, где будет все понятно. Как я уже сказал, у меня нет такой цели, чтобы привязать вас там к себе и тому подобное. У меня наоборот цель, чтобы дать такой исходный, фундаментальный начало для того, чтобы дальше вы пошли заниматься своим. И мы потом на дистанции там 10, 20, 30 лет, будет прикольно, да, вот мне будет, скажем так, приятно узнать, что у вас что-то получилось благодаря тому, что мы сейчас посидели, пообщались. Я буду рад этому, безусловно, что вы там достигнете чего-то. Благодаря тому, что там посидели, там часок поанализировали, пообщались и тому подобное. Но привязывать так, что вот там теперь будешь всю жизнь, там ходи ко мне спрашивать советы. Нет, такого не надо. Не надо, и тебе не надо, у тебя все ответы внутри. Просто чтобы эти ответы услышать, тебе нужно услышать себя. Чтобы услышать себя, тебе нужно убрать ненужное, левое, то, что тебе мешает. А что мешает, ты прекрасно знаешь, и я тебя поздравляю, ты буквально вот хорошенький такой самоанализ сегодня у тебя произошел, потому что у тебя все время мысли крутились свои, ты думаешь, а может так, а может не так, и все это зафиксируй обязательно. Что тебе, какие мысли пришло, что нового узналось, что старое, но забытое, какие инсайты у тебя. Вот так. Даже можешь в комментариях не писать, даже можешь лайки не ставить. Не нужно этого всего. И подписываться, может, не нужно. Просто себе фиксани в дневнике, что нужно тебе, не нужно. Пожалуйста, если есть запрос на следующий этап в трезожнике, я тебя прошу, заходишь, идешь по этапу, велосипед не придумываешь, идешь первое, второе, третье, выполняешь, чек, получаешь себя, вот, настоящую, и все, и дальше идешь строить свою жизнь. Посиди тихонечко, подумай, я вас поздравляю, вы провели отличную работу, отличное время провели.
До связи.